Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Подождем. То я смотрю. Ждать, конечно. Пятницы мы не стали. Опаздываешь, бая. Опаздываю куда? Жозе. Ты про время говоришь? Разве можно опоздать? Мы можем задержаться. Эфир. Джози, прости, сестренка, не всегда получается. Сложные времена. Как знаешь. Но мы пытаемся. Не всегда все получается. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Массера Бюстикел, еще раз. Я-то думал, что все. Да, очень хотелось бы, ва алейкум ассалам, справиться. Не всегда все получается, но мы все время надеемся на лучшее. А будь что будет, потому аж тупое. Иногда получается, иногда не так себе. Далее. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, Казбек. Сейчас брат Ибраим подключит наш YouTube еще канал. И пообщаемся с вами. Поговорим. Ответим на вопросы по мере возможности. Вот. Расскажите вы что-нибудь интересное. Не хочется сразу начинать с тяжелой артиллерии. Но почему у чеченцев проблема с ингушами? У чеченцев нету проблем с ингушами. У ингушей есть проблемы со всеми. И с чеченцами, и с осетинами, и с кабардинцами. Только одних они признают. Грузинов. Гугисконц. У нас проблем нету с ними никаких. Да и помнить о них не помнили. То есть жили себе, жили. А тут бах, и возникла проблема. Почему? Да потому что украденное вернули на свое на родное место, вот из-за этого. А потом, несмотря на все это, началась клевета,
начались сказки, рассказы, байки. Ну, думали, что будут молчать. Алейкум ассалам. Думали, будут молчать, как всегда. Но на этот раз ногчи не промолчали и дали уже. У них не только с грузинами, ни с кем нет проблем. Хороший, мирный народ. Тогда с чего ты взял, что у нас есть с ними проблемы? У них не только с грузинами. Тогда зачем ты задаешь этот вопрос мне? С чего ты взял, что у нас есть проблемы с ними? Вот. У нас нету, это ты этот вопрос задай им. У нас ни с кем нету проблем. У нас все нормально, все тихо, молча, тихо живем, судя по вашему профилю и вашим постам. Моему профилю, мой профиль называется Башлам.39. Башлам исконно ногчи имя, а 39 это цифры, символичные химическому элементу. Вот. По-моему, по постам, а посты мои только с чего ты взял, я не знаю. У меня посты про историю чеченского народа, ногчи народа. Не знаю, как у тебя и что у тебя там, где ты что там прочел. Вот. Возможно, у тебя явно недостоверная информация. У меня 12 тысяч постов. Из этих 12 тысяч постов с лишним можешь посмотреть все и посчитать в процентном соотношении, кому вообще направлены или предназначены, или о ком вообще эти посты. Эти посты о моей истории, о нашей истории, о ногче истории. Поэтому, а что касается опровержения лжи, и рассказывают ересь про наш народ, мы его опровергаем. Я не знаю, гугисконц какой ты национальности. Вот, если ты скажешь свою национальность, возможно, ты поймешь, о чем я говорю. Вот, каково было бы тебе или что бы сделал ты на моем месте. Осудить, говорить, конечно, может каждый. И первый сегодня задонатил наш брат Адыг Руслан Битоков. Руслан, огромная благодарность, баракаллах, за поддержку нашего канала. Да, не знаю, судя по моим постам, говорят, последние посты, про кого они? Не сдержало сердце чекиста, походу. Ну, мы, конечно, ни от кого ничего не скрываем. Отвечаем на вопросы. Если у кого-то возникают вопросы, могут задать. Разве есть проблема? В рамках дозволено, культурно задавайте вопросы, и мы ответим. Никаких проблем нету. Вот. Что касается остального, что я пишу, как я пишу и зачем я пишу о своем народе, о своей истории, это не касается никого. В новогоднюю ночь ждал эфира. Но извини, в новогоднюю ночь, во-первых,
для меня эта ночь ничем не отличается от остальных, кроме как, что более трагической датой. Во-вторых, ну, есть какие-то технические неполадки, я их называю так, технические неполадки. И, к сожалению, я не смог из-за этого провести его. Брат Казбек дал духу ахуэл. Брат Казбек задонатил. Казбек дал саадуэл будиснек эзашка судулил. Дал духу ахуэл. Так. Да. Так что вот такие вот дела. Дальше вопросы. Задавайте вопросы, если у вас есть интересующие вопросы. Нет, запрос не приходил, но. Башлам, меня не объявляй мелочь, мне неудобно. Руслан, неважно, о какой сумме речь идет, поверь мне. Тут каждая копейка, как бы говорится, все для нашего общего блага, для нашего канала. Валейкум ассалам, поэтому. Зура Сайдахмедовна тоже задонатила. Дал саадуэл, будешь на гезашка удовлетворил. В отношении ингушей. И после этого вы удивляетесь, почему между ними плохие отношения. Нет, я не удивляюсь ничему. Что там совершили или не совершили, они сами разберутся, честно сказать. Мы это прекрасно и так знаем, без ваших рассказов. Тогда думаю, что в принципе не нужно нам говорить и рассказывать, что совершил и кто совершил, для чего. Поэтому мы прекрасно все знаем. Казбек. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Хаму, мет вعنеон. Alhamdulillah, diku dal was. Dash van beneren och där är bara väl خير. Det är خير ده سيدل. شو ده أنا شقت عم بالت باش ديك عندي رزتم شو تقول ديك ده غيرت. ما سيجا دوق سلام ما شاء الله باش ماسكو دوق دي خانو ريات اس بروست تحت خاطر درسه. أساس картины мы владеем. Она, как говорится, масштаб они не знают. Цундел. Вот узурта оно бошта, я кору, короче. Цуна, хинц, например, сухавя люрта аузер кутерю. Аузер кутерю. يقدر وترى ويتقال ده عليه دوبيك وترخلو صوص دوبي تحيي نغو يتخدي شيل لنيورتيو إنجا ده سيخبر فعش متكيخ واشندرو دوبيتسا ميل دوبيتسا вüts واشين درويسكي олцуна но точин вайду إذا чингу чингу خلويس يو просто واشين درا جحر نايب وقتنا يستوت أغلى يغني واشين درويسكي عليه но это чингу хила. Иза юрта цойлан юртуис. Цойлан юртуис. отсаг واخي отшефир чва аузер котер галык шилланю галык шилланю иза акойланю вожа укойланю сом историка ват için пüç сунчулдик шун бойс хербу это мало информирован. Инса хактер инса сум просто сбо кудона че итага на идоцан кону чва واخي шейну кададина скан مثلا дитя дел камер хелаца дверзис мы просто видим, насколько там много людей он вводит в заблуждение. Такому нюка, питан лахтур долж, камял дучун. Каждый эфир. Ола, саганца, подписаны вас,
Но у меня вот YouTube асхалмалаттина, он у меня в рекомендации выскакивает. И чуть хажа хаш, я ладно, улла хатсуна, мохты кугаму ютир, он ценит, да кудина тин шоксаган. Чуть хаттер бадар адел да, ход худиле ох, я окилтир вяхт атайрора. И да, таник да, дух, да, напертя, танки гуси дичуа, чуаш дар, дела, je гуси дичуа. Je gusti dit stoïs daurorit je. Wat zeggen deel da al dilek o tanawa deel da toni ta ruda to. Je on rud dadel hosse goshin qoman op pitnus te dus stana. Walla ot alge marka. Dat wodo gergalon stusa. Short na wasti bunis ahbal ne satigabu. Itadap pole atalla la lo shonta dosh ki tsag Şu ellik hem piliç kazak diye, o da olanlar. O sagi lamu duvardı. Это чисто натуральный фрик, мауис. Он по сути это фрик. То есть там нормально, там серьезно, надо что делать, что он меня воспринять дочь. Вот я вот что думаю, там делал да, там до я что до, что саг не алидан, делал да, хажа, хаху гаму, хайгаму, хайла. Азвак лурдон, ла, сон хейца, ахин сон алафрик. Ну, во-первых, для начала есть у них НСИ, Национальный совет Ингушетии, есть у них совет Хуня Тейпов и Цахумио. Я помню, это еще буквально недавно было, была тема, что друг другу не будут заходить, переходить границы, и сказали, каждый, то есть, Войчар, царь, цадует историю вообще киекцайо, царь, войчар, активотардас, але царь мораторий обвинить. Ее несколько раз называли, говорили они, но после этого Муса с Элер Мрацу, Муса с Ошле, Албагачи, Муса, Орицу, Элер, и цаму цараха, короче, цаму амялдина, Чушащий эфире, аскадуется дать, я же ничего плохого не говорил, а сетери. Само собой, вечер, а у бочера раса, несколько раз это было. И звонили ему, и нормально говорили ему, и приходили к нему, он сам рассказывал. Он рассказывал, Шекет, Улани, Мачинчуа, 95-й регион, на меня собираются покушения, бо что цаю чунцей. После этого, короче, но это было в начале, потом он начал говорить, что раз типа такая тема, асуматься бах, нас если не трогают, и он остановился на месяц другой. И резко сократилось финансирование, пропал интерес, люди перестали, вообще даже те, которые приходили к нему, перестали ходить. Вот такой как бы процесс пошел у него по этим разговорам, по этой тематике. И честно сказать, мне это дела и так нету, я с фриками. И честно, многие мне сказали, фрик Юис, внимание обращать или цитировать ее вообще не стоит. Окей. Я, само собой, если оттуда ничего нету, мы оставили, занимались чисто своей историей. И буквально где-то неделю тому назад мне скинули, опять началось, то есть он оскорблял Байсангура Биноевского, шейх Мансура оскорблял, и бойс харит, я нахбор, связи был на прямом эфире. Я шейх Сацуе, я кешки прокасту дуэл, поэтому, и буквально недавно он опять, мне прислали, сказали, Хокпор Хинстуйте, Казан говорит, фриком, но этот человек начал оскорблять чеченских женщин. То есть он начал говорить, что ногчи зудри, ой, ижри, хуядина, хеш, он шмари, вякша, шешмари багна, алаца аша, латниш, чухюкш, добавляешь, добавляешь, и камел, дить, вот сам эфир чуадони. Сразу в одном эфире он 2 оскорбления нанес, причем очень сильных. Первое это. Второе, он начал говорить, опять он начал защищать Ермолова, говорит, что чеченцы должны благодарить Ермолова за то, что... Ну и Гирком, говорит,
Там он говорит, ночью Зудрих Явашлует, Сигацу, Ермоловс, Баркал Алдиезбейцу, то есть опять он начал. Я, честно сказать, несколько раз уже в эфире я искал, я читал книгу его Ермолова. Документы перелистал. Хотя я знал, что ту ситуацию, то, что он говорит, это якобы жена Ипполитова, Гунядин там присобачила, землю забрала. Из-за сокречу. Да, абсолютно бадать. Это знаешь как, в честь кого-то дали название урочища, допустим, Галая Ария, название Мотылин, только за счет того, что там приняли чеченцы, разрешили там определенно небольшим семьям поселиться на плоскостной территории. И после этого, потому что тебя ашбу аль-бахандуша, джим питаки, и название не потому, что это их земля, а просто они поселились. Допустим, я тебе, чтобы было понятно, Казбек, на Жаюртовском районе есть Беной Махка, есть место, которое Гюрджи Ари Ошметки, Гюрджи Махка Ошметик. Ну, что? Но, опять же, Гюрджи это грузины. Где находится Беной, который в Нажаюртовском, где он даже не граничит с Грузией. Его так называли, потому что определенные дни в Биное собирался, в горной части Биное собирался большой базар. Из Грузии приезжали туда купцы, торговцы, и они продавали. И за счет этого назвали это место Гюрджи-Ари. Гюрджи-Мах, это место. Не потому, что она принадлежала грузинам, а потому, что грузины там проводили свои определенное время, занимались тем, что продавали, занимались куплей-продажей, то есть это обычная торговая, как сегодня, торговый центр, это базар, рынок это был. Вот таким образом происходили и на нашей территории это было, и тут ничего такого нету, в принципе, что давали тебя аж, опять же, таких случаев очень много, без разницы, будет это наше. Но человек, который, я так понимаю, и мне так объяснили, что у него резко финансовые проблемы начинаются, перестают платить, перестают помогать. И когда он говорит про чеченцев, само собой, оскорбляет он или не оскорбляет, без разницы, поднимаются, само собой, финансовые вливания поднимаются. Только за счет этого. Что касается Цюнкейт, Вагей, там молодежь, которая с соседнего региона обращались, они начинали, я им когда объяснял, послушайте, если не будет клеветы или наговора на наш народ, что там наши ученые сказали? Мы сами разберемся, сказали они, не сказали они. Кастуд язык, отхаш кастурду. И, допустим, я тебе могу рассказать, почему он говорит, что Дуба Вошендероевский является ингушом фактически. Не удивляйся, потому что Сотайпан Эксбато Усо Голгаву Петро. Чинхуай, Хетивети, Чинхуай цара уже миллиард раз болштуешь, Чинхуай Голги Бубахца. И у них вот какой тайп, а между прочим, именно он это говорил. Этот Руслан это говорил. Понимаешь? И вот так каждый раз происходит. То женщина оскорбляет, то национальных героев оскорбляет. Но люди не обращают на него внимания. Почему там от шизофреник, на самом деле так оно и есть. 99%. Вот этот ролик, который мы с тобой смотрели, который мы с тобой сейчас говорим, да? Помнишь, на самом деле, последний ролик дерем. Девушку показывают в центре города. Ну, короче, вот эти фрики, да, фрики, вырезать, они до сих пор относятся к своим, как относятся чеченские старики к своим девушкам. Здесь сами ночи осуждают ее за вот такое вот просто тупое выступление, что она несет такую чушь. И даже если это так, даже Асбах, элементарно, если бы даже она была бы, там, грубо говоря, с большой бородой, он подошел и начал с ней разговаривать, как она рассказывает, Казбек, даже в этом нету ничего плохого. Ой, что он сказал? Если ты согласна, валикум ассалам,
ты можешь выходить замуж. Не согласна? Оставь. Ну, понятно, что недалеко, но факт то, что это оскорбление, это унижение, он пытается со всех сторон это делать. Поехать, приехать. Казбек, голосово, вообще хэши отсюда. Там, походу, просто-напросто мне так объяснили, что финансово, когда он не говорит про нас, ему просто-напросто ничего не светит. Никто не обращает внимания, никто не смотрит. Он должен говорить или про нас, или про кабардинцев, или про осетин. Про осетин он редко крайне говорит, потому что там есть чего бояться. Про кабардинцев вскользь он тоже иногда начал адыгов упоминать, но он там тоже про них такую чушь рассказал, что за кусок металла, оказывается, кабардинские князья охраняли простых крестьян. Он рассказывал такую историю, которая никогда за все, я вот со всем уважением ко всем, ну такой чуши я вообще не слышал. Поэтому просмотров не бывает. Только он закидывает какую-то ересь, оскорбляющую наш народ. Мало того, что США был ногти на ботике, и там, и потом идет вот снизу, идут вот эти оскорбления, цыги вклиниваются, и вот этот хайп поднимается у него. Из-за этого это только он делает. Ela, way bo kudu ayon. Ajas, bash am asbo kudui. Way sabah do da ona nyari do ona tam chun lieti chun saizi way ima sabah. Tan lej dina way ne kh نوختي غلغي ويتعب وناس из-за на протяжении этих 4 лет шейбакинах эбогети ала алити дистахлити шейнахик сацауэти ашханаха хатиншхана шейнаха и соч эфири алак дюйцон асхай. Во-первых, они говорили тхохун дуалах ждут хакки системию. Во-вторых, другие говорили, уже подходили и шейчара башняр говорят, шумаяти, короче, болшбу. Все вот это по системе, войнавской системе, чеченской системе, ингушской системе, все это говорили. Ничего это не имеет никакого воздействия на него. Суд подавали на него. Если я не ошибаюсь, но не мы подавали суд, а кто-то подавал на него суд, он там ходил, говорил, меня суд, он приходит, потом говорит, клянется. Он один раз говорил про книгу Абадиева, поднял, говорил, что эта книга самая там такая крутая, а потом из-за этой книги, когда начали призывать в суд, он говорит, я не знал, что на этой книге написано. Я думал, что это просто фольклор. Из-за на все инстанции все уже делали. Я просто-напросто, видишь, в чем проблема, Казбек? Когда он делает такие вещи, не все знают, кто он есть такой. Это распространяется. Так, начинает вываливать их грязное белье, понимаешь? Начинают писать потом с той стороны. И вот так это поднимается. Приходит Шуниш Мабай, Савод Чебахкин, Шуниш Мабай Иштбах. А вот за эти 4 года я спрашиваю. Назовите хоть одну фамилию. Назовите хотя бы одного человека, кто оскорблял ваши тейпы, то есть говорил, что они там от нагайцев, ну они считают это, от сюлей, там, от казаков, от армян и так далее. Показывая свое лицо человека, который общается. Назовите хоть одного человека, покажите его. Они начинают говорить о каких-то чечен войси, чечен зурдзуки, YouTube каналы, но эти YouTube каналы я не знаю, кто они, допустим. Не знаю. Чечен Зурзук, это YouTube блогеры, которые, я говорю, послушайте, если вы говорите про блогеров, допустим, у вас есть канал там Горец, Галла и так далее, там мало ли ваших, они появились после того, как вы породили эти каналы, противодействовать тебе. Шейниш даях, царя язур яхчун, шухля цамо дюйцев дачун, кидек ялас. Вот у тебя, я говорю, у меня 12 тысяч постов. Грубо говоря. Из этих 12 тысяч постов покажите мне хотя бы один пост, где я оскорбляю тукум, тейп, народ, или даже там по фамилии, грубо говоря, фамилия союз,
Почему? Чтобы не оскорбить невиновных людей, чтобы этого не было, я говорю, нарницы, люди, которые врут, харстегдюч, понимаешь? И когда даже я сделал ролики в Хайбахе, помнишь, я приезжал туда, снимал? Даже вот эти ролики, когда я закинул в YouTube канале в нашем, Цубула Язина, Хангини Харицар, Кайкошел, Кайли, царь Хуниады, Шубау, я Цаума, да, царя, да, тоже вы у нас воровали, Хуниады. Шейх Язу, Хумсахач, а что ты так удивленно рассказываешь про свои петроглифы, даже? Я не удивленно рассказываю, я говорю, потому что на одном башенном комплексе, чтобы было до 12 петроглифов, у вас 15 башен, если пройдешь, на них можно найти один петроглиф, если кто найдешь этим людям. А когда ты отвечаешь, Хасан ищуэл эфиря, шеюх маршгоч, шоушлин атирионтях, воша, да, яка и видеоцы больше, камердя, сацехун почти что. Они заходят, если есть невидным лицом, начинают. Ты им начинаешь элементарные простые вопросы задавать. Этот паблик, это исторический паблик. Здесь история нашего народа. Если про нас ложь говорят, про Чинхуайхалель, про Эшбатухали, разницы, про любой тайп хастек, мадиц, от хашкастуду, тхауашпаймабис, тхамялхимабис, тхаэкимабис, тхамуахмабис, тхопмабис, мы сами в своей истории разберемся, без ваших соплей. Нам не нужно рассказывать. Конечно, если ты собираешься говорить, рассказывать сказки, вы появились там от слова чачан, потому что там сюили пришли, тебе, конечно, скажут в ответ, вы появились от эги, о царь, и вот так это не останавливается. Харцу цари и чакар дают, и нисун эки хаш. Казбек, вахнумил хала. Дела, до хайнца нир элла, сама дуал ишдат, из талай амалю, تغنتر وين تشانش بوش يوم ساريتر تان دوا سامي أتسيكم جيت ويجو الصيد سون أزبو كدون الش وين نتنال ناش نتنال سمس زناني وين ويقوم على دوزج سون تان دينا سو نوختي هو سو تايبانشين هو سون تان دينا تخلع زنا très vite aussi très vite on a toujours trop d'amour très beau très waride je cadre une marque très beau bolsdo trop d'amour très beau je aujourd'hui c'est n'arrêtons bezengal n'arrêtons ni soit que ça m'a dat dans les temps autres يا إنسان بوتناخ طبعا خوما نديتر هو تعامل autres بمحات لوتنا ناس не действует, а сама собаис, то, что потом это как-то его болтовня будет на нас отражаться. На нас эта болтовня не будет отражаться. Талан мухадала, вой бюч был, муат бюч. Почти вой дол гилх долж, вой дол дин долж. И дол там маргинальной частью, которая сегодня вот это 4-5 лет, 4-5 последние, 4-5 лет активничает, и маргинальная часть, а я кончул, я хаваллахи багас, сега вой цларамбу, вой يعني غلقلو ويديك нябуешь, нябуешь. Но сегодня, знаешь, вот это вся вот эта ересь, которая от Сагана так дела, если что-то другое не действует. А же дела, тогда валлахи, что юазван, от суман чуа яздеса юазван, яздема совясо, дела канлеч динах, тогда кан уцауш, дюни дуар, дела хохнах аса, تتخذ دوتك أزيازة كنا دول قانون تيعيغر دقسون بوشة والله باس أزيازوان ديك سو يوغز وغنش عي تياز دمغيرتسو أقود سيجيك ديل دا حدوغوار حبوصل بولا أعميال قولشو الخارتسو أعميال دوش دول حش دوتك طبعا بوصل لا إله إلا الله محمد رسول الله القوبل ديش بوصل قامو ديوه قام أتسو أود وي حاوش خيناح يعني إفي جنسة أسمو إتعافي يدون ويشميوتك Sen yuqa busab nach mabuy бахчу. Ажо? Sen yuqa busab nach ирбуй бахчу. Представь, я sen yuqa, то есть даже в нашей войдин тяхвен отказывать, дяшка, ажо, пройдет какое-то время. Вот пройдет какое-то время.
там и ролик что дай сахтущу. Это все, это интернет, это все останется. Таган леч динаха от саган сум саха ас сабах делеш башлам эшудидер сабахас аз вай худидер бах. فستم خلج والله بقى صور سون صغير نا يوشل اف يدي بايسن غوري يعني نا دوشش ياو ها بايسن غور وي مسيراو نو دوك بحن درق اتناخن اتنيخ نعربخ كان دوك بحن درق ونعربان على جلسه بوردال بروجوات ديال دوك ايمن تخي سجن تخينو سجن الدو همنخ بروجوات ديال دوك الا اتناغ ديال ديش دربا اسي جواب ديال ديش دري جواب اعتقد تخوت تعينا دو الحلقه ايفير شو بيحكي انا المغليتي قاعد خلاص ده لا هدولش ثاني هوش كيتو ياش والله ور صوروا потому что нам это все не безразлично ара кам дутан любой кеч мета кеч царх ወይ кам лардагерти ወይ дер возбургерти так талешти сун хауш это до абади это вообще безобидный человек был хохотаги как und als ich das hier kind gesehen der das adwicha taşu şeye hiç boş itak ataşu atul geldelge hor dina çuş это koyç hasagвай виснават ни одного национального героя у нас не осталось и это koyç ни один выход гиллак десандат и это koyç вой ца исторически гумисанят и так это koyç ца аберг ца эпсер ца хум и это koyç десандат ба станлешина и дица он отравляет прежде всего свой народ, он отравляет. Тан, вей диезах, цадиеза, вей дорш маду. Мы будем там, вей куза хирду, вей эзер шалга хиза куза. Вей кида эзер шалга дуни дага, дела малбала, вей куза хирду, вей диеза, цадиеза, вей как минимум целул хвайду. Так, дела. Заур моя зи, цавиш, что он с моя зи, заур. Уязующий тебя. Tundela a say catcher, دلاسا حطك بوصل بالعجا دال هربوخ قرآن هربوخ حديث هربوخ حين داجة تخوخ لا تخوش دقة عديل نحوض على العقوة طبعا يدعو تعمو تعقل دالك دينير بوشا ياك ايتا متنشيني نيميو السدينيس قاعد سدينيس كيشارات 99% ночью хому цадина и ум. Хобал цадовый. Мы точно так же порицаем цара почти 100%. Вен ита чуху что лунша, вы вещь а порицать я шум шлюш. Все качество. Ну я же да, ладно. Сун азбог там бог интиш тайп тукамуна адник оскорблять. Сун والله با сун хездат башла. سون تالش دينا ها حتير سيت يقيش والعاري حتير إستوري تقيش والعاري حتير نتنا جروش تقيش والعاري سون حلقر خيل خرط وخليها والله صحيح في شو المواد سويس قال قالوا مقدات سون بدبيسني مغروات يا سو غادو ورمدات سون عنوش ولا غاد ولا سون رازني تياتو تاع سكشا سق ولا نيسو تاع ويشو يدر خوي بوغ طبعا مسانا ويا سادياتش Ачула, я не знаю, может там хоть какое-то решение, хаз бакчи атали, догадуй. Дела, ишта халду, талан, тягична решает дадишь вопрос, да, на самом-то деле. Да, оно цуна, лет дишь, да, цун, я тишь, я цун, когда глилу дишь, да. Ну, ваз, и как выстроил шулты, ахам, бойс харвючи, сетире, кайцал эфцу, инцу, совочи эфири цундерван, элдати, просто-напросто. دا خزيته شواعش أسبوع ده خوش أصلا بوجوده دا من شو حتى دا ستري نو أسبوع موضوع تابويس خرويشرم دا ستري خرويش بويس كرداتي وش مويتين الأفير شو مصلا دويس أسي أوديتين الأفير شو يتقويدان سيدوي يبغى بقشني سيدي قويدان وزودري سيدي قويدان ويا زمانشكا ديلر ياش مخبر ويكون يستيقظ قويدان
Gunay, ers, noy, teyp müştey kuydur, dak teyp müştey Ha, kuydur. o sen de koyduk es. Sen de koyduk es. Дела сахани не абарас инте долшу скорее всего та шугла двух чудо гылгырдакшу но башла стада могла тадин вашка я в город вырвусь остальон ту рюг цана чей мошен дуй что Да, мекшто. что Масяга док салам маршалду если вот по этому поводу если сажимата если у кого-то есть какое-то здравое мнение, давайте что-нибудь сделаем. Теперь надо дисталла, кдегдина, ождегдина, или же дело, а я историю, оценки салуш, и долго дух олш, Да, кезбек, ас суала вахбу мачус уса yosh samkhena wallah. Асой цундер бахказбек. Хочо дикик эде мезе чакуэло в этом плане. Но гылклело сагуати, хаздит сагуати, хундуатса, эльче сун он бадик дислаха, во-первых, ихитяха этвал холда хари, цахолда хари, хо гала аин почти что всю жизнь. Дайган хурд махкалы и мадардич. حق مخك حلقين حق مخك قاچبين قد عديك تبيش شو دلاحة إقاميرش ياشا إقاميرش صدوش هو دنيا داحة هو عدنا تقشر شو تقشر عدنا شو ياشا سين واش دعلوش داخلش كنتي أسبوع كدو حي تون ثاني حي عاموش دويا во-первых Адючдек масла. Возьмем один простой пример. Что касается, допустим, мечети. Там говорится, что он выделял, я эту книгу нашел, документ нашел, выделить. Он решил выделить деньги для того, чтобы построили, выделить деньги преднамерен. Никакие большие мечети. Ну, кто был такой Ермолов, кто знает историю, прекрасно знает. Понимаешь? И таких мест просто-напросто сейчас как бы не отходя. И таких мест очень много. Мне без разницы, что он рассказывает про свою историю. Хоть миллион пускай рассказывает, что он в космос летал. Уаллай сабар мабац казбек. Мы живем по разные республики, да? Он живет в своей республике, мы живем в своей республике. Сегодня мы с тобой можем еще конструктивно диалог, культурно это говорить. За неадекватных людей мы не можем отвечать. Поэтому было бы хорошо, чтобы вот этот вопрос или искусственно, или специально, или пускай скидываются, дадут ему достаточно, свои же люди дадут достаточно денег, чтобы он свой рот закрыл. И если он рассказывает, пускай рассказывает про свою историю. Но из-за Казбек, если бы он сказал, я обижен или там меня задело на одной вещи, это можно было понять. Ну, сколько женщин, национальные герои, земли, не земли, карты, так, чистота крови и все остальное. Это немножко, конечно, переходит все границы. И красиво говорили, и мудро говорили. Да, конечно, думаю, что власти их, или кто там, или старейшины, или совет сам вот, решит, да диештари. Ну, говорит, я с книги отцу, я с книги маально, хорошо, мы то же самое с книги можем взять. Но если я буду с книги говорить, остальные такие же, как я, еще 1000 человек будут с книги говорить. А сама, и вот Акка Казбек, я отвечаю только на его ложь, то есть опровергаю ложь его, когда он говорит. И то свигна, я говорю, чебеца. А так, мне опять же я говорю, Дейли дождером, собственно, я подписан муват, я цюнца, я клечат бал бош муватся. Ну, как и кто это должен решить? Вполне возможно, что это решить должны, конечно, их старшие или взрослые, или кто-то, нормальные люди. А так, хаз Ахмад Бахар, хазадвич, тхадол хун кайл дахабош, а оле, дели дуасич, дейла уануа.
Он посчитает это за слабость, и я тебе даю 1,000,000%, и что он еще больше усилит работу в этом направлении. Почему? Кавказ такое место, где слабых еще больше втаптывают в грязь. А вот сильных боятся и уважают. И қиетірватсы. Мусас элчун. Нормально, Муса Албагачев, Киечар Алмал, Мадиц Хастоцик. От и чан, еще от асбуэл. Никто же это не подумал. Ну что это за разговор? Очье Колман. Да уж Вейном сам. Мандеш док зиету и отсумна цакиеч дуй асен цаб дешуқе дала асцаб примерял и терварвацар цагасунис фамилия пока мере бузуртано ерчун Мухтар бош вари бузуртано Мухтар да геш дол дегал уйлис тавана да алвай дукадиш вай цанет хатш семя цане гергал удерчун Уггариш я чхена شين غنا واستل ويقردو يخش تخيل أزغال مخكح عند الفير تمخكح ووزا وش تيتحك مليلين سجوريس تمخكح وش سجوري تيرا من فاميلي جانا فاميلي تاع يصير по-моему них та по фамилии кульме чужу тер яргал мунш настолько гон даже если они изам вел и мухтар вел на гор бар шуганю تتوى قاقصة بيلاريس آمين هين قوان داجة اشتعن تينا ناخ بلاع قوان مليوق رازنيتو بروست هرب وش تاع ديشي سانساقو خون خاركترستيك يلا موضوعين هنشو قلالان سونزا تابيو خليايات اتسوچو اتساقنا تا اتون پيچ بوي تا قاچاتلوش شاتبواتنا شول بوچخينا قي خز بيش قي بز بيش Из-за свободы, буквально 2 слова Эрдуэр Орсо, нога, если какие-то мнения. Ну, я знаю, что рано или поздно, в любом случае, по этому человеку будет решение. Я дался цуру, я войся цуру. Или сейчас какие-то кихдат, может быть, делается. Дальше уже с эхартен, уэли на удартни, сейчас такой коши балаш, жима муатис. Да. Так, может быть, дался иман чуалин, да, такие тамбельцу, может быть, сейчас сам бы сейчас чем будто дигдерис. И тема, да, я ошибаюсь, да, Петроглюш, Хайбахях, от Хайбахях, он сам тук карбина, да, мола, барбу, Хайбахаш, хата. Царь Магита, Уаба или Шешен, Отен, Уабен, Хеза, Уабен, Лербац, Уабена, царь хата, его куда здесь штугану, туда я шольцун обычно. Полностью дуй башлам. Я уверен, он и сам был у Гинабатсон. Где-то 1,5 метра шура будет. Лат бола карбин бутонис. Лат бола будет. А то лауш карбина бат. Лоте кица. Уман это метка охче. Рат тига карби бо тига битарис ватса бехтанис. Им беза буин бо. Бит тасвелчибен эйбур болш бат. Где-то 1,5 метра. Шакибата беха больше где-то метр, том больше, ну 50 на 50 на 150 примерно, иштхир больше штук будет полностью и далет и Петроглюши прямо эпяк билла даже метигёч очень сильно насыщенный петроглифами, очень сильно насыщенный. Только асюрцун да и тардон, отключиться мадина не асюр да и тардон. Тунде И музей там здесь срочно ну я тебе фотографию пришлю. Сега кица карбинир от хайпош тига тебе кан шена тига болчар иштиту гюстабек битарш истанаш юқама биларш ел او يستبقى بيتن بريز نو هرتو غات خونيت كريمبو او يخسانجي الا دات كريمبو على حبير جوبا او تكن كربينا اسن صورة ازاي تردون داق حي دوتشا قدوشا سام كورتيغ نيسوان تاعي بقديغي تا سمنيت نومخ بوصل الدنيا سمنيت ناجين دول الدو داق
شو والله حقوق تعري إيش أحسن ربوا بيش بالناخر شو ده تعب ديجيش ياسر تخم مش تعبري من أتري من يتأكتي نتشداش إنك ده إيش تحخذ غزي ده يوز بقول إيش تحلا لتي يخطي تخي بوسي ديو نقيت تخي عن يخد بقى عدو خينك ده ده بيركتي يلبس لا ده ليه طوب تاخدنا إيش تحب دير جوات إيش لبون صوتش حيتها وسربو نواس على قدامي أو أربعة بير باسر سنة مثلا دير إسرائيل ده إذن دير بقوا طول ده ويقوم مصر بصر بناغ ده غية تنبويل السلام عليكم وعليكم السلام كزبك دير ما شخل ده لا تبويل كزبك так كزبك ويسحموا بايت نحا так и продолжаем наш эфир. Давайте задавать. Пока мы разговаривали с Казбеком, задонатил наш брат Асламбек и брат Заурбек. Заурбек, Асламбек, Аллах дал сейдуэл, дал духдах, дал. Огромная благодарность всем братьям, которые поддерживают наш канал, помогают нам. Ваша поддержка, как говорится, нам необходима и важна очень. Без вас мы бы не смогли бы дальше работать и продвигаться. Еще по вопросу, во время, когда мы разговаривали, вы сказали, что дать высказаться оппоненту. Уважаемые друзья, не в обиду вам, я уже в эфиры веду уже 4 года. За эти 4 года у меня было очень много прямых эфиров, то есть дискуссий. Я знаю, как нужно вести эфир, я знаю, как нужно вести диалог. Проблема не в том, что я просто-напросто высказываю все, чтобы он не повторялся. То есть у нас в эфирах эти разговоры уже многие были. Были о том, что там об этом знает и Шах, знают те ребята, которые с первых дней со мной были, они прекрасно знают. Когда мы говорили об этом, о мораториях, как 3-4 раза мы заключали эти моратории и так далее и тому подобное. Опять же, никто из нашей стороны не переходит и не нарушает никаких мораторий. Когда заходят оттуда, даже спрашивают, вы свидетели этих эфиров, когда я говорю, سوق مديتي شيء историк лацун целя дитити шеш дэш шечар хатиш я не хочу этого. Почему? Потому что в один день вы приходите, задаете мне вопрос, я отвечаю на ваш вопрос, а потом на второй день или третий день вы начинаете говорить, просите, чтобы я удалил этот эфир. Почему? Потому что во время эфира сказать как таковое нечего бывает, а после эфира вы считаете это как-то зазорным или что-либо. Я опять же, насильно никого не приглашаю, насильно никого не затягиваю сюда. Но моя просьба заключается и заключалась с 2018 года, когда я начал делать стримы. С тех пор я сотни, тысячи раз уже опровергал ложь, сказки и так далее и тому подобное. И я с тех пор говорю и сейчас, если не будет никаких затрагиваний, там, грубо говоря, наших национальных интересов или нашей нации, или если вы хотите пообщаться и просто объясниться, что было, допустим, во время Чечено-Ингушетии, мы можем этот вопрос рассмотреть. Мне не нужно для этого ехать туда. Я не буду для этого там делать какие-то ролики, брать. Я могу уже взять, вот смотрите, взять вот эту книгу, грубо говоря, да? Вот книга «Башни в горах». И я буду просто-напросто тупо зачитывать или вырезки делать. И эти вырезки констатировать как себе угоду. Чисто так. Карта точно так же лежит на столе. Или вот, допустим, взаимоотношения, культурно-этические взаимоотношения с Грузией. Вот. Я все вот это точно так же конспектировать, вырезать, вбрасывать, компилировать где-то. Это я все могу. Никаких проблем с этим нету.
но мы занимаемся своей историей. В каждой книге мы находим что-то новое. И эти книги в основном благодаря вашей поддержке, или кто-то книги присылает, или кто-то нам помогает понемножку. Мы находим, мы публикуем. Вот так и живем. Поэтому, чтобы не было повторов, уже видится, если он даже это хотел, сразу, чтобы ему было понятно, для этого я высказывался, а не потому, что я там не даю, кто зашел в эфир, высказывать. Казбек, вошел война, уасту, войндук вешу. Это тот самый Казбек, который занимался восстановлением вместе с Юни Успановым вот этого комплекса. Потом он на машине перевернулся. Мы попросили, вот Гасан Рамазанов запрос отправил, Гасан Рамазанов. Я 2 раза нажал принять твой эфир, но ты почему-то, я не знаю, написано, что ты не принимаешь эфир. Ты сам запрос отправил. Зачем запрос отправлять, если ты потом скинул его? Это запрос прислал какой-то Гасан Рамазанов. Я не знаю, кто это, видать, из Дагестана, если я не ошибаюсь. Я принимаю каждого. И когда он перевернулся, я еще говорил в эфире, туда-сюда, чтобы вы знали, он мне не чужой человек. Казбек один из нас. И поэтому мне незачем в эфире, чтобы он зашел или как-то говорить вместо него или бежать впереди планеты всей. Вы не думаете, да? А ошибки свои мы, да, исправляем. В большом все четко. Алхумдуш. Не молчи. Дави этих. Аллаху сиду аль-хабашлам. Просто я дересхил. Задавайте вопросы. Отправляйте запросы. Задавайте вопросы. Я не знаю, кто. Вот я уже 3 раза нажал. Написано Гасан Рамазанов 77. Я принял запрос, но через определенное время он говорит, что не может войти в эфир и так далее и тому подобное. Еще раз хочу, чтобы вы знали. Очень часто заходят нарнийцы сюда и начинают задавать компрометирующие вопросы, которые могут кого-нибудь, особенно те, кто находится дома, чтобы могли на них завести дело или чтобы каким-то образом навредить им. Уважаемые мои братья и сестры, те, которые проживают на территории РФ особенно, я прошу вас не отвечать, не поддаваться на провокации. В первую очередь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому на провокационные вопросы не отвечаем. Не касающиеся нас вопросы не отвечаем. Оставьте этих людей. У самих нету ни духа, ни пуха, ни пера. Просто-напросто распространить фитну, сказать, что вот там собрались вот эти, здесь собрались другие, специально провоцируя вас, чтобы потом каким-то образом подставить вас. Это исторический паблик. Здесь взаимоотношения этническое, культурное, между там соседними регионами. Все вот это можно обсуждать в рамках исследований, истории, гипотезы, спросить, ответить. Этнография, география. Мы здесь не занимаемся разжиганием межнациональной розни и так далее и тому подобное. И если были конфликтные ситуации, занимать какую-либо сторону тоже неправильно с точки зрения даже истории. Поэтому нужно быть очень осторожными, это очень важно. Вашу деятельность, вашу правду и вашу справедливость невозможно остановить другим способом, кроме как вас подставить или сделать какую-то подлость, или пожаловаться, или вот все что угодно они сделают, но вот чтобы вы остановились. Или в конце концов заблокируют вас. Поэтому я вас предостерегаю от любых вот такого рода. Я не хочу, какой бы национальности он ни был, он может быть русским, он может быть ингушом, он может быть казаком, он может быть дагестанцем, любым. Я не хочу, враг, он друг,
он сосед, он хороший или он плохой. Я не хочу никому портить жизнь. Именно в том плане, чтобы завели какие-то дела или что-либо. Мы изучаем историю, исследуем историю, географию, даты, я не знаю, культуру нашу, фольклор наш. Это важно. Это мы должны оставить своим потомкам. А иначе появятся такие люди, которые будут сидеть, рассказывать всякую ложь, потом через 20-30 лет или через 50 лет, если столько люди будут жить, мы-то умрем, уйдем в прах. Но потомки будут ссылаться на этого человека, говоря, что не было людей, которые это опровергли. Они молчали, потому что они знали, что они не правы. Почему? Потому что мы сегодня видим, даже видеоролики, которые были в 1993, 89, 90, 91 году, когда им говоришь, вы же хотели границу разделения Чечни и Ингушетии в 90-м году, в 91 году, в 89-м вы говорили, давайте Чечня и Ингушетия разойдется по 1934 году. Как чеченцы и ингуши объединились, так и должны. У вас есть видеоролики, у вас есть перед выступлением, перед тысячными митингами. Вот, когда им предоставляешь, они говорят, это неправда, это было не так. Они опровергают. Так в чем моя вина, что я предоставляю эту информацию, за что меня не любить, или за что меня проклинать, за то, что я показываю то, что было, или я, или человек, который это делает. В чем вина Аушева, который сказал, что с пригородного района сперва приехали в Чечню, и потом уже, когда в Чечне война началась, они уехали двойными беженцами, плюс еще к пригородному району добавились грозненские беженцы ингуши, и они уехали в Ингушетию. Кому я должен больше верить? Руслану Аушеву я должен верить? Или человеку, который даже боится показывать свое лицо? А ведь за этот видеоролик оскорбляли Руслана Аушева. Зязикова оскорбляли, когда говорили что-то, что у него мать чеченка и так далее и тому подобное. Когда ты предоставляешь информацию, ту, которая отличается от них, неужто вы думаете, что у нас нету? Или даже у меня, у человека, который вот начал заниматься этими исследованиями, не считая то, что я закончил, есть факт, что у нас есть документы, которые опровергают вашу ложь. Неужели вы не понимаете этого? Есть и карты, и документы, все есть. Мы говорим о простых элементарных вещах. Не переходите границу. Вот есть граница вашей республики и нашей республики. Не переходите ее. Не надо вот эти карты выдумывать, закидывать. Каждую карту, которую вы закидываете, где будет вы присоединять будете территории Чеченской Республики, мы будем их опровергать, пока мы живы. Потому что вы претендуете на исконно чеченские нохчи земли. Пускай ему будет 250 лет, и он старик, и он будет говорить с вашей стороны, что это были когда-то ваши земли. Шалжи, Ачхой-Мартан, Бамут и так далее. Все эти земли, Асиновка, Серноводская, все эти земли были, есть и остаются чеченскими. Единственная проблема в чем была когда-то. Когда-то мы еще верили в это братство, войнавство и так далее и тому подобное. Поэтому без всяких проблем приезжали сюда, селились, нохчи не против. Возможно, в то же время ездили туда, селились в Ингушетии, и там оставались. И нохчи тоже оставались. Это было нормально раньше. Но мы не знали, что сегодня это вот таким образом всплывет. То есть, что начнут говорить, там было когда-то небольшой кусочек земли Алга-Ари, а это значит, все, это наша земля, и вы у нас ее забрали. Не забрали. Ничего бы этого не было, если бы кусок земли в 2009 году, 2009-2008 году не присобачили бы к своему заповеднику, ничего бы этого не было. Единственное, да, была бы одна проблема. Это демаркация границ, то есть установление границы между Чечней и Ингушетией, которая со времен Аушева стояла в подвешенном состоянии. Вот это бы было бы с тех пор. Больше ничего бы не было. Вы говорите, там были это, то, все. Но опять же, оставляем это, мы начинаем говорить про
междуречия Терека и Сулака. Мы рассказываем свою боль, свою проблему, которая не решена. Мы рассказываем про Ауховский район, говорим об ауховцах, о наших братьях, или мы говорим о панкистских наших братьях, или мы говорим с Иордании о наших братьях, или мы говорим о братьях с Турции. Ну, обязательно кто-нибудь залезет, или там наболтает, или там расскажет, скажет, вот не верьте им, не делайте им. А потом, когда отвечают, Ярвони, Гугар и Штигу, извините, никто не будет. Вы просите принести доказательства, вот приводят. Вот книги, на которых находится фактически 10-12 профессоров из Грузии. Вот книги, в котором почти что ссылки на еврея Аркадия Гольштейна. Вот книги, это разные книги. Вот книга, на которой, опять же, почти что 20 все архивные документы Грузии, грузинского архива и грузинские ученые, которые говорят еще с 12-13 веков 1000 чеченцев переселились в горную Грузию и стали грузинами и так далее и тому подобное. Вот здесь эти книги, которых вы, благодаря вам, если бы вы не начали бы говорить, я бы, может быть, и не занимался этим. Но вы начали клеветать, я начал находить и опровергать. И я, и такие, как я, если хоть нас мало, но мы еще остались. И вы потом в любом видеоролике называете там моим именем целые синдромы болезненные, что я там против войнахства, что я против там этого братства. Я никогда не был и не буду против братства. В первую очередь, это ислам мне не позволяет. Но, извините меня, что говорит наука? Если наука говорит, что название Нахчи было первым с 7 века, с 14 века, я буду это говорить. Я не виноват, что название чечен появилось, там, грубо говоря, во второй половине 17 века, в 1670-х годах. Я разве в этом виноват? Нет, не виноват. Если у нас были где-то с кем-то хорошие взаимодействия. А то, что мы по своим адатам принимали и давали, ну, грубо говоря, сегодняшним термином, что мы давали политическое убежище братьям-адыгам, потому что они больше всех пострадали в Кавказской войне. Больше даже, чем мы они пострадали. Стоит отдать должного. Но и воевали они больше. Имеется в виду, интенсивно воевали, потому что их война длилась фактически 100-101 год, кажется. Их больше всего по всему миру раскидало. Их больше всего потонуло, пока они плыли в Отоманскую Турцию. Их продавали в рабство по всему миру. Те же самые Турция, о которой мы говорим. И это не мое, это я не пытаюсь сейчас стравливать против турков. Нет, это история, это было. И то, что наш народ принимал переселенцев мухаджиров, которые пришли с Адыгеи, потому что они были сподвижниками шейха Мансура, первого имама Кавказа, и что они поселили, что им дали убежище, и что тут такого. И то, что никаких конфликтов у нас с ними никогда не было, и они никогда не претендовали ни на одну чеченскую 5 земли. Они всегда были с нами единым целым. И никогда фактически, вот кроме сейчас вот 1-2 случаев, когда было какое-то нелестное высказывание, то типа, ну вот, вы так, вот, кроме этого никогда не было. А вот другие высказывания других наших соседей с востока и с юго-востока были. Потому что они говорят, мы претендуем, наши нуцалы, муцалы, шакалы, шамхалы и так далее, и тому подобное, якобы вы нам платили дань. Вот эти вот сказки. Мне очень жаль, к сожалению, мне не довелось в то время, когда я еще был в каких-то структурах, имеется в виду государственным служащим, когда я был. Жалко, что я когда встретился
с главой Чеченской Республики. Я, когда мы были еще, не смог донести до него эту проблему. Надо было в то время мне донести и сказать, есть такая-то проблема, есть среди нас ученые, которые оскорбляют наш народ, унижают своими писульками. Это жалко, что я этот момент упустил. Но, как говорится, и задонатил наш брат Апти, Эльстаншоевский волк. Апти дался, дуэль болдиснек, эзашка соудуэль тилу изендер. Вот. Жалко, конечно, что по молодости, когда я был студентом, мы часто встречались, в то время председатель правительства, когда он был глава республики. В студенческие годы мне часто приходилось с ним встречаться. Но в то время я не догадывался, что будет такая ситуация. А нас, между прочим, в первую очередь упрекают вот из-за мелочности и сиюминутной какой-то славы или копейки. Я не знаю, на кого они. Я не могу сказать, у меня язык не поворачивается сказать, что они чистокровные, там, новчи и так далее и тому подобное. Почему? Потому что такое про свой народ написать просто-напросто невозможно, если ты, я не знаю, прямо какой-то такой. Вот. Поэтому, чтобы какие-то разговоры были, чтобы кто-то что-то такое сказал, это сделал, это сказал, это... Ну, а как мы должны поступать? За 20 лет, пока шла война, люди писали книги, садились на шею, оскорбляли, делали все, что хотели. Так. Так. Казбек задонатил, Кен-4, Казбек дал саду, даду хуахуэл. И кто-то еще с Тинькова прислал донат. Огромная благодарность братьям, которые поддерживают, которые донатят и поддерживают наш канал. Да, саду, да, да. Вот эти моменты, за эти 20 лет очень много чего накопилось. Чеченцы выживали, чеченцы пытались как-то свои дома, все это вот. Не до этого было просто-напросто. Сейчас времени стало больше на науку, на свою историю, все остальное больше начали уделять. Возможностей стало больше, информация начала всплывать все больше и больше. Даже той, которой не было когда-то. Да, к сожалению, сегодня это перешло к молодым, и молодые более интенсивно работают над этим. И благо, альхамдулилlah, что есть такие энтузиасты, которые сплачиваются, вместе выступают. А каким образом вы должны? Я вам могу, я показывал вам книгу. В прошлом эфире, кого не было, я могу вам показать. Подождите минуточку. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Не все так просто, да? Вот посмотрите, видите, сколько книг. Это все книги. Книги, которые в основном прислали, или мы купили с помощью вашей поддержки. Смотрите. Книга, которая, в принципе, Терской области, по которой мы разоблачили и немало разоблачили, еще будем работать. Допустим, книга, сейчас, 1911 года, труды Терского общества любителей казачьей старины Ткачев. Книга. Начало 20 века. Очень старая, тут еле-еле разваливается. Вот книга, которую не найдешь днем с огнем сегодня уже. Книга «Кое-что о чеченцах. Чечня. Чеченский набег. Мансур Шамиль». 92 года. Книга. Да? Только о чеченцах. Это о себе в основном кто написал. Вот это о чеченцах. Вот Ткачев, это вот то, что ингуши и чеченцы, это человек, казах, который написал. Я вам хочу сейчас пояснить. Книга «История Чечено-Ингушетии», 90-й год. Шейх Мансур, вы помните, тот, кто учился на историческом факультете. Книга об истории в основном чеченцев. Ни слова об оскорблении, но эти книги еще довоенные. Саид Чахкиев, стихотворение, ингуш, стихи. «Жемчужина Северного Кавказа», про казино Ам,
высокогорное озеро чеченского народа, Нохчи народа. Благодаря Богу, который отдали часть Дагестана. Дальше смотрим. Средневековые погребальные памятники Чечни. Это книга 1985 года, чтобы вам понятно. Опять же, про чеченцев. Жизнь картвельских царей. Леонтий Мравелли. Грузинская история. Грузины написали. Нет, здесь есть моменты, где касается нас, она важна. Мар. История Грузии, Кавказа по данным языкам. Это тот самый Мар, который говорил, что Нохчи являются, и Нохчи в том числе являются потомками, являются прямыми потомками Ноя, Ноха, алейхиссалам, сына, внука Ноя, сына, внука Иофета, и что от него мы появились. Эта книга, вот тот самый, это Мар. Смотрим. Книга дальше, вы поймете, о чем я говорю. Эта книга, сейчас что мы, книга переиздана, она написана, чтобы не соврать, подождите, я же вам не просто так называю даты. Так, 3000 экземпляров. Так. Это переиздано. Сейчас. Почему-то. Сейчас посмотрим. Впервые вижу книгу без даты, чтобы... Москва. 97 год. Вопросы поэзии, жанровой классификации. Книга. Ни одного слова нету плохого. 84 год книга. Книга «Вехи единства» к столетию добровольного ухождения. Ну, советская книга, само собой. Год 82 моего возраста. Книга, это Берже, переиздание Берже, это 90-й год. Чечня и чеченцы. Адольф Берже. Чечня и чеченцы. Берже. Проблема происхождения нахчивских народов. Аргунский государственный историко-архитектурный природный музей-заповедник. 91 год. На Асу через Арамхи. Агибалова. Книга 88 год. Кстати, с картой. Я даже забыл, что здесь есть карта. Есть и карта есть. Оказывается, есть и карта. Что, конечно, мне очень интересно. Так. Очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Что самое интересное, показывают границы и башни, где они находились. Стоят. Ингушские башни и границы, где они находились. Великолепно. Великолепно. Это еще одна хорошая находка. Недавно буквально. Через Асу Арамхи. Книга. Памяти погибших, памяти подвигов о славе, это Виноградов и Байбик. Книга 72 года. Ни в одной из этих книг нету как таковой нету оскорбления про чеченский народ. Кроме книги, которые мои подписчики нашли в Тверской библиотеке и привезли ее оттуда у меня. Вот эта книга. Это монография, я бы сказал. Происхождение чеченского народа.
Написана эта книга в 2004 году. Вот, 2004 год, Назрань. По иронии событий, я не знаю, это то ли ирония, то ли как оно могло, но самое интересное то, что редактор Кадзоев Нурдин, 1000 экземпляров, написано на улице Чеченская. И вот в этой книге, кроме как или монографии, брошюрки, кроме как оскорблений, обливания грязью весь чеченский народ, так, вот таким образом не написал ни один из всех этих книг, которые я перечислил. Единственный Ткачев, потому что он, являясь казаком, там он пишет, что мы бандиты, но он не поднимает один народ, там, грубо говоря, там, чеченцы такие, ингуши нет. Он говорит, и чеченцы, ингуши, и воры, и бандюганы, и все. То есть это политика казаков того периода была. А этот чувак написал книгу. Опять же, мы знаем, Идрис живой. Нурдин уже, если я не ошибаюсь, в акции, да и на акции уже. Да, гештуарц он шила. Босо больше веля. Распространили 1000 книг этих. Вот, кроме этого, 999 книг. В Твери, Тверская область, город Тверь, где находится, вы знаете, да? Оттуда привезли. И вот такое поливание грязи, когда в 2004 год шла война. То есть это вся книга фактически обливания грязью. Небольшая, тонкая, не тонкая. Это речь не об этом. А я говорю, что вот это нельзя было делать, что это неправильно, что вот тут неважно, еще раз я хочу сказать, неважно, что там ваши говорили, это подтверждают, когда тебе говорят, а где ты услышал это, кто тебе дал это, зачем, ты начинаешь там рассказывать, да, у вас же говорят это, у нас говорят много чего, у нас и сплетни могут быть, и многие остальные. И Руслан Битоков прислал. Опять, Руслан, огромная благодарность за поддержку тебе, братан. А этот Тамерлан только прислал. То, что с Тинькова, это Тамерлан прислал. Да, Саадова. Вот. И ты говоришь, почему есть книга, вот, грузины, евреи, там, я не знаю, французы, все есть. Никто не пишет плохого. Да, там они могут в контексте истории, но здесь вот обливание. И ты опровергаешь, говоришь, видите, они начинают мне говорить, что вот у вас же есть тоже. Я говорю, покажите. Показать нечего. Или то, что они говорят, ты достаешь, смотришь, это вообще их не касается. Вырвали с контекста и распространяют. И разницы нет, откуда бы он был или откуда его нет. Ладно, что-то я... Ассаламу алейкум. Башлам, в каком году передали часть озера Казиной Ам-Дагестану? В 1983 году. Сейчас фотографию покажу. Фотографию не надо, но кем она была. Передал ее Беков, не Боков, прошу прощения, я всегда говорил вам, что он Боков, не Боков. Беков Сергей, в кавычках, Сереждин Мажитович, родился 27 ноября 1939 года. Село Верхние Очелуки, Малгобекский район, Чечено-Ингушский АССР. Советский российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 2001 по 2002 и 2006 по 2010 год. Генерал-полковник таможенной службы. Вот этот человек, если я не ошибаюсь. И, само собой, председатель Совета министров ЧССР. Вот этот человек, должность упразднена. Ну, он раньше был. Вот он и передал. За его подписью стоит карта. Я не знаю. Как говорится, по крайней мере, вот такая. Беков, он не Боков. Всегда говорил Беков. Я прошу прощения за ошибку.
Так, Чечня и чеченцы, АП-бирже, там карта какого года? 1839. У бирже вообще карты нету. Книгу, которую я нашел, здесь карты нету внутри. Я, по крайней мере, ее не видел. Нет, здесь нету карты. Карта была у другого. И две разные карты. Нет. Жалко, что... Я не знаю, даже есть ли у биржи карта. Я не видел карту биржи. Нет, здесь нету карты. Дальше. Если я не ошибаюсь, так, задавайте вопросы. Есть ли в Ютубе вопросы? Если есть вопросы, что вам интересно, что бы хотели узнать, что я что-то неправильно сказал, дайте знать. Поэтому наши хребты с тейповыми названиями теперь в Дагестане. Вполне возможно, Омарша. Там определенную часть земли они отдали. Есть такое дело. Они у меня... Я могу, конечно, посмотреть сейчас. Или не могу. Что-то у меня, походу... Так, нет, здесь я сейчас не могу. Раньше. ДРС вошел в сети книга биржи Чечня и чеченцы, там есть карта. Здесь нету, в этой книге нету. У меня две книги здесь. Вот в бирже обе книжки. Но здесь в обеих книжках да нет, и второй тоже нету, я точно помню, потому что карту биржи я не могу увидеть. Но биржа считается одним из самых сильных ученых того периода, потому что все акаки, то есть документы, которые находятся в архивах, сейчас в основном на его, как говорится, трудах основаны. Архивное управление тоже, вот то, что у него есть. Нету здесь, во второй книге тоже нету. Карты очень дорогие. Я карты просто-напросто, когда нахожу, я очень безмерно рад бываю. Вот единственное, мне повезло с картой вот Броневского. Вот с ней мне повезло, ее я смог достать. Башлам, я давно говорил, что распространили брошюру, что про чечен, которые обливают грязью чеченцев. Башлам, этот Беков ингуш получается. Шейх Мансур. Ну, если он родился в Ачулках, то думаю, что да. Ассалам алейкум. Башлам, маршал до YouTube чур. Ва алейкум ассалам. YouTube чур, вежришка, изришка. Я не знаю, кто он. Знаю, что Беков Сираждин, он там записан. Если я не ошибаюсь, именно он передал. На документах, на карте везде стоит его подпись. Надеюсь, они не начнут сейчас говорить, что вам дали Наурский, Шилковской, Каргалинский. Это фирменное слово сразу начинает. Вы отдали, вот поэтому вам взамен дали Наурский, Шилковской. Не забывайте, Наурский, Шилковской дали в 60-х годах, а Беков отдал землю в 83-м году. Так что я заранее предупреждаю, чтобы вы свои сказки и ложь не распространяли. Вот так-то. Задавайте вопросы, если у вас есть. Казбек фото не отправлял камни из Хайбаха. Казбек, если ты в эфире, Хадай Тайнс, пока не отправлял. До меня пока не доходило.
Да, я видел, Беслан, я видел этот ролик Демушкин, где говорит, что представлялись чеченцами в Москве, потом, когда приехали на разборки, с ними поехал чеченец, узнали, что вовсе не чеченец, они были не чеченцами. Неважно, кем они были на самом деле, но факт остается, что этот ролик мы публиковали, тоже показывали. Тагир Кайран Умар выкупает карты. Тагир Кайран Умар выкупает карты на свои деньги и выставляет их для общего доступа. Поблагодари его, Башлан, 15 лет он трудится для нашей истории. Тагир Тагир. Я не знаю, Тагир Кайран. Тагир у меня чувство, Умар, Тагир, Умар, Валата, Тагир Кайран, Умарна. Если я не ошибаюсь, я знаю, о ком идет речь. Умар — это наш брат. Аллах, да, Ладыканс Бехамбуальцун. Очень тяжело ему, но, несмотря на это, наш волк, причем дислокацию этого волка говорить я не буду, но уж поверьте, он находится не в самом безопасном месте в плане, те, кто его знает, конечно же, могут понять, но несмотря на это, этот парень днем и ночью исправляет огромные ошибки, публикует карты, публикует нашу достоверную историю, которая очищена, исправлена, убрали вот эти накиданные. Почему я вам как раз таки, помните, в прошлый раз рассказывал, как про Бейбулата Таймиева делаются вбросы. То есть Бейбулат Таймиев, национальный политический герой того периода Кавказской войны, то есть до имама Шамиля, который 30, 32, 35 лет был единогласным представителем, достойным представителем ночи народа, который управлял политическими многими нюансами на нашей территории. Вот его записали, что он убивал женщин мирных и так далее и тому подобное. И Магомед, брат Мухаммад Нажаевич, задонатил, Мухаммад дал саду, дал духу ахват. И пишут вот такое специально, делают вкрапливание. Текст, в принципе, правильный, но туда забрасывают слова, которые оскорбляют, обвиняют, искажают нашу историю. И Умар, и еще определенные ребята. Есть Умар, который у нас спелеолог, которого в честь него назвали химический, биологическое, кажется, какое-то насекомое, Умарий, я вам рассказывал. И этот Умар, который занимается непосредственно и географией, и историей, и этнографией, исправляет, работает. Умар Далси, Дуал Дадуху Ахвал. Мы с тобой в любое время можешь рассчитывать, по крайней мере, на меня ты можешь рассчитывать всегда. Сэгдалу, что у вас я на своем фронте, ты на своем фронте. Наши силы в едином порыве будут ради нашего ночи народа. Парадокс в том, что любого, кто позволяет себе оскорблять наш народ, такого быстро находит и заставляет извиняться на камеру. И тут в десятках км сидит и изо дня в день, сидя в Ютубе, обливает. Я не знаю, честно сказать. Тут в этом плане все ссылается, все говорят, как можно слушать этого человека. Он несерьезный, он больной, его вообще не стоит. На таком уровне уже нормально люди сразу соскакивают. На самом деле, может быть, это и так, но фитна оставляемая, конечно же, это надолго. Вот. Дальше продолжаем. Ибраим, сколько человек у нас в Ютубе смотрит, сколько воинов ютубовских? Я забыл сказать, последний эфир у нас, опять же, в прямом эфире было 275 человек. То есть активность есть. В этом году впервые мы делаем эфир. Первый эфир в этом году. Надеюсь, что нас будет больше. Конечно, очень медленно, опять же, мы не делаем накрутки, мы
не делаем рекламу, вполне 106 человек, это хорошо. Конечно же, можно было бы быстро увеличить количество подписчиков и так далее. Но, опять же, все это требует финансовых вливаний, реклама, рассылка. Вот это все стоит, как вы знаете, денег. Мы этого не делаем, поэтому у нас прирост проходит именно таким образом. Вы говорите тем, кого знаете, они подписываются и потихоньку только набирается. Вот. А так, конечно же, честно вам скажу, набрать даже 10-20 тысяч вообще не проблема. Вообще не проблема. Просто нужно говорить питные деги, именно вот, жесткое что-нибудь там, оскорбительное, если говорить, конечно же, можно быстро набрать. Но мы в рамках культурного, в рамках дозволенного всегда пытаемся красиво, грамотно, четко, никого не обидеть, никого не оскорбить. Вы увидели, да? Приходят, начинают рассказывать, что они один отдельный народ. Когда ты начинаешь с ними говорить, а где, как вы народ, что является вообще составляющим любого народа. Язык, культура, традиции. Если всего этого у тебя отдельно нету, я уже не говорю про генетику, там ДНК отдельная, даже в этом случае. Кстати, я читал статью Малышева. Оказывается, у кумыков, кавказских кумыков, я не говорю про чеченских, не забывайте даже, у кавказских кумыков 25% из тех, кто сдал ДНК J1, 25% J2 у кавказских кумыков. Не присущие на самом деле, по идее, ни гуннам, ни тюркам, которых НТ и еще некоторые, да, алтайские тоже, сибирские, Q должно было быть. Это даже не присуще им. Очень странно. Малышева, по крайней мере, говорит. То есть до 50% у этих кумыков, у кавказских кумыков фактически получается чисто кавказская гаплогруппа. J1 и J2. По 25% у кумыков. Я не знаю, как сейчас будут жить некоторые, которые говорили, что вот там как так. Но факт. Малышева, по крайней мере, так говорит ученый. Я целую статью про это читал. Конечно, сами кумыки ее очень сильно не любят, Малышеву, но РД, кажется, Малышева, РД, как-то ее там, она генетикой тоже занимается. И учеными какие-то статьи есть у него. А что, если человек тупой, ему можно говорить все, что вздумается на весь народ, почему такие привилегии? Я не знаю, просто я не знаю. Вот все вы в основном моих эфирах. Вы знаете, что я не люблю даже, когда оскорбляют. Даже мои постоянные подписчики, когда начинают уже от злости что-то писать, я всегда говорю, мадиц моя здесь. Политкорректность. Мы не должны быть похожими на свиней, которые начинают обсуждать гениталии отца или матери, или там, я не знаю, кого-либо. Это сразу показывает слабость человека, о том, что он и не мужчина, и не женщина. Почему? Потому что человек, который будет обсуждать прилюдно, где десятки, сотни, может быть, дальше тысячи, миллионы человек просмотрят, будут обсуждать гениталии матери или отца, не зная, живые они, не живые они, зная безнаказанность свою. Такое может делать только не имеющие ни мужского, ни женского начала. Даже женщина имеет намного мужества, нежели чем. Почему? Потому что мать, отец – это святое. Да любое, что бы то ни было, так делать нельзя. Ты разговариваешь с человеком, с оппонентом, предоставь информацию, которая у тебя есть. Если ты лжешь, если тебя опровергают, будь мужчиной, признай, или там женщиной, признай, что да, я не знаю, я не могу. Если не можешь, не вступай в спор вообще. Но обсуждать это, оно не стоит. Поэтому я говорю, связываться с каким-то тупицей, чтобы он затянул тебя в ту же грязь, где он, и чтобы в этой грязи он тебя победил, зачем? Смысл в чем? Но, опять же,
Речь, если бы он сидел где-то на пятачке и рассказывал это одно дело. То есть ты сидишь 5-10 человек, ты там высказываешь свое между собой, это одно. То, что ты выкладываешь в интернет, причем, опять же, с учетом того, что многие кавказские молодые люди среднего возраста не любят читать, но вот сказали что-то плохое про чеченцев, они думают, что это правда. Все так и написали. Но на самом деле, я же вам показывал, любую эту книгу возьми, ты открываешь ее, в контексте он вырезает момент, где там про чеченцев, а на самом деле даже их там любимый этот собиратель грибов, там, я не знаю, или другие, ты начинаешь искать в Ахуште, Багратионе, все остальные, они пишут плохое и про чеченцев, и про ингушей. Разницы нету. И депортировали точно так же. В некоторых случаях про Сирию точно так же пишут. Все зависит от лобби. У кого сильное лобби, у кого слабое лобби. Сильное лобби, значит, про тебя плохое будет писать меньше. То есть есть люди, которые всегда отслеживают средства массовой информации, газеты, журналы, в книгах, где плохое про нас говорят, доходят и говорят, это нужно опровергнуть, это нужно изменить. Вот здесь плохо про нас, вот здесь нужно привлечь или по, там, я не знаю, по уголовной ответственности, административной, или по-человечески просто поговорить и убрать просто-напросто. Есть люди, которые этим занимаются. Это и есть национальная политика. И этим нужно заниматься. Я не говорю, что у нас не занимаются. Но может быть не в таких масштабах. Может, опять же, сразу начинают, а где же наши? У нас есть министерство, у нас есть академия наук. Но у них понимание, они как? Написали книгу, если ты предоставил эту книгу, показываешь, а кто он? Ну, кто он такой, чтобы мы отвечали? Ну, грубо говоря. Кто бы это ни был, если этот человек напечатал хоть одну брошюру, или делает ролики, которые смотрят 15 тысяч человек, 10 тысяч человек, 50 тысяч человек, разницы нету. Значит, это приумножается. Мало того, есть идиоты, вы все знаете, да, этот злой Изя убрал с канала, потому что его нашли наши панкийские ногти, там, поговорили, довели до него, он убрал все ролики про чеченцев. То есть все, что он наговорил, всю эту ложь, он рассказал, что ему платили, камеры, все отправляли. Главное, чтобы он грязь выливал на чеченцев. Все нашли, поговорили, он все удалил. Опять же, сегодня скидывают мне ролики с ТикТока, с других мест, где он оскорблял чеченцев. С тех пор они скачали, он убрал все свое основание, а эти скопировали, распространяют. Вот о чем я вам говорю. Оно не уходит, как вы думаете. А наши думают, вот ученые сказали, ученые сделали. Сегодня эти люди не ученые. Завтра, через 10 лет, когда они умрут, все остальное, а ты докажи, что он был шизофреником, идиотом и так далее и тому подобное. Элементарный пример. Лаудаев, царский офицер, не являющийся сотрудником никаким, ни этнографом он не был, ни историком он не был. Но он написал одну брошюру. Одну брошюру. Вы знаете, что все, кто не имеет даже понятия, не знает нашу историю, что все используют, в кавычках, якобы работу Лаудаева, я не знаю, родственники говорят, что это не его работа, что доказательств этому нет. Опять же, будем отталкиваться от их слов. Все ссылаются на Лаудаева. Все. Плохо написано, хорошо написано, зная, что может задеть наш народ, о горделивости нашего народа, какое у нас отношение было к Сюле, как мы, Дубровин об этом написал, Русский написал об этом, какое у нас было отношение и как мы относились к ним. Русские офицеры, которые были в плену, всего лишь 30 дней, 50 дней были в плену у чеченцев, они не написали, с каким презрением мы в то время наши предки относились. И как можно, я не знаю, чабану платить барану. Как вы себе это представляете? Грубо говоря, извините, вот примерно такое. Получается так, потому что они в то время так с презрением относились. А этот человек, они знали,
они знали в то время, как задеть и как стравить между собой. Записали на этой книге. Почему? После этого Нохчи начали ненавидеть Сюли, Сюли начали ненавидеть Нохчи. Грубо говоря. Вот так это происходит. С тех пор прошло почти что 200 лет. Эта брошюра, на основании этой брошюры печатаются книги, на основании этой брошюры делаются все, ссылаются фактически все этнографы, каждая вторая книга, которую я брал, которая якобы известна о чеченцах, периода Кавказской войны, ты натыкаешься на фамилию Лаудаев. Более образованные, сильные не пишут, что он этнограф, что он историк, пишут только исследователь. Более глупые и тупые пишут, что он этнограф, историк, но он не был ни историком, ни этнографом. Ссылаться на его данные можно как полевые материалы, и то нужно обоснование, насколько это достоверно. А этого нету. Оригинал материала ни в Тифлисе никто не видел, ни в Санкт-Петербурге никто не видел. На чем основывается? Просто на перепечатанном материале. И все. Старых волков не видно в эфирах, Башлам. Ребята не выдерживают марафон по ходу. Завров. Вполне возможно. Я не удивлен. Все уходят, работают, зарабатывают. И я их понимаю. Зачем жизнь тратить на историю, этнографию, географию, когда можно. Короче, все нормально, удиду. Сайгдал, что гостеирду. Башлам слышал, что мелхостинцы частью арской древности были. Что думаешь? Башлам слышал, что мелхостинцы частью арской древности были. Я думаю, что это чушь собачья. Мелхи это мелхи, уарствай это уарствай. Это абсолютная чушь. Мелхи очень малхи, очень древние. Тейп дальше уже стал варом. Уарствай это каста воинов, которые мелхи жили глубже в горах, а уарствай жили уже ближе к Черным горам. В основном. То, что есть между акинцами и часть от акинцев уарства произошли, этому есть доказательство, этому есть материал. А от Мелхи, по крайней мере, я не видел нигде никакой информации. Может, есть где-то, но я не встречался с ней. Что от Мелхи произошли уарства, или от уарства произошли Мелхи. Такого не было. Да и разница между ними. Мелхи... Не хочу я ничего говорить, но Мелхи, честно сказать, как тейп, как общество, древнее. По крайней мере, в источниках они упоминаются как Малхи, и они намного раньше упоминаются, чем Орства. По крайней мере, я не сталкивался. Да, Галай, они вот сверстники. Галай, Мелхи, они вот по возрасту тейпа именно эти. Но Галай это не все уарства, и не все уарства это Галай. Поэтому Галай тейп, как тейп, он по возрасту Галай, Галай, Мелхи, Уарсвай, Садуай. Вот есть некоторые тейпы, которые имеют Варандуай, они имеют очень упоминание очень раннее. Очень раннее. Поэтому здесь нужно еще поискать, посмотреть. Я бы не стал бы делать таких выводов, честно сказать. У нас есть песня почти про всех ваших героев. Мансур, Зелимхан, Байсенгур и так далее. А про наших вы ничего не знаете. Пишет Руслан Битоков. Мне пишет. Во-первых, Руслан Битоков, про ваших я пишу. Публикую, может ты не видел, но у меня есть оно, и я публикую их по мере возможности поступления. Мы вообще, по сути, Руслан, ты многого не знаешь, у нас есть фольклор, у нас есть имена, и вполне возможно, что среди них многие являются адыгами.
Мы просто-напросто знаем по именам, фиксируем в основном, не по национальности. Там Арсланбек или и так далее. Вполне возможно, что вот эта ода или это или национальная, которая есть у нашего народа, она может быть и про адыгов. Говорить однозначно нельзя. У нас очень богатый фольклор. И мало того, взаимоотношения между адыгами, в адыги я включаю и черкесы, и кабардинцы, чтобы ты понимал, да, все общества вместе. Ты не забывай, никогда бы в жизни адыгские князья, адыгские воины не стали бы отдавать своих детей, самое дорогое, что у них есть, в чеченские школы, чтобы они получали образование, религиозное образование, традиции, культуры образования, чтобы они занимались военным делом, образование получали. Никогда бы адыгские князья этого не сделали бы, если между нами были бы плохие отношения, или бы мы не гордились бы там какой-то взаимоотношениями. А ты прекрасно знаешь, что это было. Вплоть до окончания Кавказской войны. Поэтому нельзя говорить, что отношения между нами были плохими, или то, что современная молодежь, к сожалению, многие вещи не знает. Современная молодежь не знает даже, что кабардинцы, черкесы это то же самое, что адыги. То есть адыге название, они не знают. Они считают, что кабардинцы отдельно, черкесы отдельно и так далее и тому подобное. Но извини, не все специализируются. Да и честно тебе скажу, Руслан, а кто сегодня поддерживает взаимоотношения? Кто поддерживает? Связи должны быть более плотными. То есть, да, понятно, у меня там еще пару ребят еще взаимоотношения есть. Нашли информацию, Башлам, вот про ваших мы нашли. Я говорю, вот про ваших мы нашли. Мы как-то еще взаимодействуем. А таких взаимоотношений нету. Нужно чаще ездить в гости, нужно что-то делать там. День флага, день флага. У кого-то получается, не получается. Нужно налаживать отношения. Тогда мы больше узнаем друг от друга, о национальных героях друг от друга. Но сейчас такая ситуация, допустим, со мной связываются черкесы, которые проживают по всему миру. И мне приходится через Google переводчик переводить их тексты, я читаю, порой не самые лицеприятные вещи они пишут. Не про нас, а про самих там, допустим, адыгов, которые остались дома, они-то за пределами. Но, опять же, я им говорю, что все не так. То есть я не говорю, да, вы правы, вы красавчики, которые уехали, мухаджиры, а те, которые остались, они вот там. Итак, я этого не говорю никогда. Всему свое время. Я не ставлю оценку, я не имею права. Мое дело, как ночи, если я уважаю, я буду этих адыгов друг другу настраивать благоприятно, чтобы они взаимоотношения у них были хорошие. Почему? Потому что никто из нас не был в Кавказской войне. И 101 год не воевал никто. Ни я, ни ты, ни кто-либо другой. Опять же, Шамиль, который воевал там, считается одним из самых. Он воевал 24 года, 25, грубо говоря. 25. Даже само явление, вот политическая деятельность Бейбулата Таймиева было, и то больше было. Но про Бейбулата Таймиева фактически только чеченцы знают, хотя он взаимоотношения налаживал до самой Персии. Он был реально, он был мега мозгом был. И до сих пор мы не оценили все его труды, которые Бейбулат Таймиев, что случилось с Бейбулатом Таймиевым? Его отравили, подло отравили, пригласили на свадьбу и отравили. А потом сказали, что это была кровная месть кровников, которые там якобы. Возможно, что это была, но я не знал, что кровная месть, это вроде бы, если я не ошибаюсь, нужно, по крайней мере, соизмеримое, то же самое сделать, что ты сделал. По шариату, если я не ошибаюсь. Может, я не знаю, главное убить, если цель, тогда может по-другому. Опять же, это религиозная тематика. Вот. И сегодня многие разбрасываются оценками, но, опять же, шейх Мансур Ушурма, первый имам Кавказа, он воевал 8-9 лет. Были ли все эти 9 лет вокруг него весь чеченский народ? Нет, не были. Вина ли это чеченцев? Да, это вина наша.
об этом я рассказываю, и многие не понимают, о чем я говорю. Я как раз таки говорю, что своих национальных героев нужно поддерживать, любить и ценить. Пока не пришел другой, не сел тебе на шею, не свесил ноги и не бил тебя все время по голове и говорил, делай то, делай это. И без разницы, будет он мотивировать это религиозно. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Идти одно до конца, идти другое. Хорошо ли, плохо? Да, плохо, это вина, да, наша вина. Между прочим, шейх Мансур не был с первого дня, он не вышел, шашку не поднял и не сказал, давайте мы будем бить. Нет, шейх Мансур до последнего, шейх Мансур, как политический, религиозный, военно-политический, религиозный деятель, сперва призывал к миру. А вы знаете, как во всех российских источниках его называют? Его называют лжепророк. Хотя он себя никогда таковым не называл. Он лишь говорил, возвращайтесь к исламу. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. Поэтому, чтобы вот этими вещами делиться, нужно взаимоотношения, нужно ли там собрались где-то, я не знаю. У нас там в горах можно поехать к нам в горы, если приедут ребята с Адыгеи. Или мы можем поехать там на Эльбрус, я не знаю куда, Дамбай, не Дамбай, собраться, посидеть день, два, три вместе провести, поделиться информацией, приличной встречи. Или же обращаться, таким образом только настраиваться. А по-другому никто ничего не может, к сожалению, наладить. А за то, что ваши воины прославляют в песнях Зелимхана, Ушурму и остальных, это говорит о благородстве ваших достойных наших братьев, адыгов. И еще раз я говорю, но никогда не забывают хорошие отношения к их народу. Так получилось, что мы это всегда помним и знаем. Башлам, что скажешь про чеченцев, живущих в Турции, Сирии, Израиле? Я скажу, что это исконно ногчи. Они были, есть и остаются нашими представителями нашего народа. Те, которые это чувствуют до сих пор. А те, кто не чувствует, кто себя там начал называть другой нацией, боюсь, что выбрали они не ту сторону. Башлам, что реально есть какие-то паства, которые говорят, что они отдельный народ? Да, есть. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Я слышал ваши Илли про Нохчу, которые смотрят на горы и знают, что черси придут на помощь, еще песня Динаева про кабардинцев. Ну, видишь, ты говоришь, нету. Про общие есть, но национальных героев, опять же, я говорю, имена у нас одинаковые, там нужно еще поискать. Башлам, будет ли Чечня побольше по территории? Это у меня будет. Будет, если будут умнее Нохчи, если будут Деша, Деба, Даха. Походу, он не знает песню про черкесского коня. Он про коня знает, просто речь идет о национальных героях. В Быхе минута молчания в честь этих смертников непокорных. Да, нас покорили тотально, полностью, так и так далее. Это обсуждаемая история. Башлан, мелкие очень свирепые были. Читал еще в древние они, да.
Расскажи побольше про них, Башлам, по-братски. Ну, побольше рассказывать я не смогу, потому что про тейповые темы это все-таки более такая, она, честно скажу, неблагодарная тема. Почему? Потому что писать я пишу. То есть статьи пишу про тейпы разные, поскольку мои родственники мелкие, и поэтому сейчас вот получится, что я, грубо говоря, сижу про них. Я про своих-то не рассказываю. Не то, что... да, что касается, я читал и фольклор, и в легендах, и полевой материал про мелхи. Свирепые, очень кровожадные в свое время. Даже среди своих были такие у них вот, бячи, полководцы, которые просто топили в крови и свои непокорных своих, и соседей. Ну, все было. Сказать, что вот только они, только нет, конечно. Они, честно сказать, как и многие горные общества, были очень свирепые, очень воинственные. Частично из них остались в Грузии, частично небольшая часть в Ингушетии, большая часть в Чечне. И они считаются одними из последних спустили гор. И то насильно. Самые, которые не хотели спускаться с гор и последними спустили, считается, что это мелхи. Последними. Считается, по крайней мере, так писали. И плюс ко всему, у них свой отдельный говор. Это не галанчорский, орстроевский, ингушский. Фактически они считают себя один. Еще акинский можно туда добавить. Но, опять же, это галанчорский диалект. Мелхи свой говор. Что еще? Количество, конечно, не маленькое. Ну, вы знаете, многие обижаются, когда говорят про мелхи, что это тухум, то есть вар. Многие говорят, нет, они один тейп, но я не могу согласиться. Почему? Потому что, по крайней мере, в работах Ильяса Сигаури, а он был сам, знаете, да, был мелхи, одним из представителей, достойных представителей мелхи тухума, вары. Он говорит, что они тухум, что там 9 или 10 тейпов, которые в него ходят. Он является сам представителем. Я не могу ни в коем случае как бы сказать, что это не так. Хотя сегодня появились, они говорят, нет, мы все одно. Почему тухум не может быть одним, я не знаю. Вар, то есть, он может быть одним, не обязательно, но факт остается фактом, что в десятку среди тейпов, которые не вошли в тухум, они не входят. А вот 9 тухумов, которые есть официально, и звездочки, не звездочки, этнографы зафиксировали, мелхи есть. Вот. Поэтому самодостаточные, свирепые, кровожадные. В истории так написано о них. И одни из чистейших ногчей это и есть мелхи. Точно так же, как и лам-акы. Про них тоже. Ну, у нас горные общества, которые остались, побольше всего остались там, они были. Ну, я мог бы, конечно, еще дальше зайти, но во времена Джахилии я не хочу. Вот все, что я перечислил в основном, вот кроме того, что они спустились позже, это вот 19-20 века, а вот во времена, а вот то, что кровожадно, все, это все времена Джахилии. Это времена язычества, поэтому вы знаете, да, там есть Цойпиде, это тоже Мелхест Кешн, что ну и так далее и тому подобное. Там есть ряд моментов, ну, это все, что было до ислама, мы не любим как бы это ворошить. Ну, то, что есть, то есть, как говорится. Бейбулат великолепный, гроза Кавказа, да, Пушкин так называют, грозный. Грозой Кавказа кого попало не называет. Верно. Башла. Мне одна девушка сказала, что она Нахчмахо, даже неправильно написали, что Вара является самым чистым. Давайте, не надо. Вот самый чистый, мне про чистый не надо рассказывать. Пускай он даже такой, я даже читать до конца не стал, мне это не надо. Самый чистый, нечистый Бог. Все ногчи Вары являются чистыми. Да, у нас есть пришлые люди с соседних регионов, которых мы приняли.
Но из-за этого, это и народные тейпы. И народных тейпов, месхетинцы, Галгаской, Галгай, Румки, Норы, всех их вместе, если собрать, из 1 550 000 или 1 570 000 населения ЮПР, где-то по статистике написано, что 75 000 человек. Всех вместе. Все вместе взяты. От 1 550 000. Почувствуйте разницу, да? Остальные, те, которые имеют горы, селы, Бог, там, все остальное. Не заставляйте меня продолжать. С Шамилем у нас не сложилось, а с Бейбулата, конечно, Бейбулат имел очень хорошие взаимоотношения, особенно, вот если сегодняшним термином говорить, с кабардинцами. И вот договоренность Бейбулата, Таймиева и кабардинцев позволила ингушам, которые спустились на Назрановскую область Назрановки, вот, за то, что они примут ислам, им позволили первым поселиться. Да. Вот есть такая вот официальная информация. Оставьте Малхи, я люблю. А при чем тут оставить, не оставить? Малхи это чисто Нахчевар, Тайп, поэтому никто ничего против не говорит. У нас между собой воевали больше, чем с другими. Но стычки с Нохчу у нас были. Но стычки с Нохчу у нас было, но тем не менее вынесли из-за этого только уважение. Абсолютно верно, Руслан. Стычки были, кровь проливали, никто об этом не говорит, что это не было. Блин, но не надоел людям этот бред про самый чистый и грязный? Откуда вы знаете? Так, это я уже ответил. Скажи нас, как есть, Башлам, такое чувство, что ты знаешь что-то, я не понял, о чем ты, ладно. Башлам, музыку чеченскую нашел тоже в этом архиве. Понял, завод, понял, хорошо. Казбек, да, Чаркиев, он по отцу. Казбек 300, Чаркиев, он по отцу. Что-то я не понял, ну да ладно. Я так понял. Нет, фотографии от Казбека. Казбек, может, их отправил, но он, наверное, отправил его в Инстаграм, в Директ. В WhatsApp не отправлял. С WhatsApp. Лермонтов имеет что-то, да, честно сказать, мне абсолютно по барабану тон Лермонтов. Даже со всем уважением к его творчеству. Сун и шумяци. Я знаком с его творчеством, вполне может быть хороший. Кто-то прислал, что ли, я не понял. Нет, ничего не прислал. Несмотря на это, я знаю его отношение к чеченцам, я знаю его отношение к моему народу, поэтому Суна Вишудаста. Дальше. Если будут музыкальная пауза, я включу одного пандера или мои уши только. Это бомба. Да, только не будем повторять, как некоторые люди, которые сидят с колокольчиками и эти бубенчики слушать. Я не любитель этих вещей. Лермонтова отношение Башлам, и какое у него было отношение? У него было очень плохое отношение к нашему народу. Очень плохое отношение. Я знаком с его автобиографией, с работой, знаю его взаимоотношения с его родными, знаю многие вещи о нем. И как он погиб, знаю. И из-за чего погиб, знаю. Там забудем про масонские заговоры о том, что он был невиновен, он был чистый, белый, пушистый, и он ни за что убил Мартынов. Об этом мы не будем
как бы мне дела до этого нету, но я знаю, за что его ссылали сюда, как он писал о нас, знаю, поэтому для меня его творчество, оно достойно, но солнца, так, я не знаю, писал он стихи про ингушей или нет, я не знаю, мне дела нету. Башлам, тюрки мечтают создать Туран. Я считаю, что это больше угроза. Так, об этом мы говорили. Турки могут мечтать о чем угодно. Это их цель. Они имеют на то право и мечтать, и пытаться, и тратить на это огромные деньги. Любое государство, я уверен, что если спросить Иран, а Иран сейчас точно так же действует, он начинает вкладывать деньги. Очень сильно Южный Дагестан, они вкладывают деньги, продвигают свой бизнес. То есть они хотят тоже влияние, персы вернуть хотят, турки тоже вернуть хотят. Само собой, русские свое влияние. Это никогда не изменится и не изменится. По крайней мере, не вижу в этом смысла даже. Всегда три государства имели свои взгляды, и геополитически им очень важно был Кавказ. Кавказ и Закавказье, как вы называете, Армения, Грузия, Азербайджан и Северный Кавказ. Северный, Западный Кавказ, называйте как хотите. И никто от него никогда не откажется. И продвигать каждый будет пытаться продвинуть. Руслан Битоков. А у нас тоже есть и Бакаевы, и Чеченовы, и Архестовы, но сейчас они все адыги, потомки воинов Ушурмы. Да, абсолютно верно. Да нет, ты о чем? Это чисто чеченская музыка, эталонная из архива для сохранения. Такие записи делали, чтобы в будущем на их основе создавали новые. Возможно. Не спорю. Не спорю. Что у нас в Ютубе? В Ютубе есть что? Вопросы, не вопросы. Максимально полезно с вопросами, интересующие вас, задавайте, чтобы мы не тратили время зря, потому что, как говорится, каждая минута для меня, мы уже в эфире 2 часа и 47 минут. Так что я вас очень прошу, задавайте вопросы, интересующие вас. Я буду отвечать, и чтобы мы... Почему Нахчи дружат с нами? Я-то знаю, монголы воевали с нами. Потом Амир Тимур, я ненавижу тюрков, так как этих, не понимаю. Амир Тимур, да, он Амиром себя называл. Тюрки были в составе тюрки, конечно. Сначала им надо Закавказье поглотить, до Северного Кавказа. Но Закавказье поглощать не нужно. Допустим, Грузия фактически уже давно подала в Европейский Союз, вступление в Евросоюз. НАТО еще пока я не знаю, вроде бы не подавала. А может и подавала, черт его знает. Армения подвешена ситуации, конечно. Себе в инсту закину. Возможно, Башлам, расскажи про Цанары. Про Цанар пока ничего не могу рассказать. Информации почти что у меня и не было. Я как-то и не интересовался. Я плачу про Цесси, я начал писать, собирать. Еще не собрал. Я плачу. Время есть, выходные, можно не спать. Ах, если бы, братан, если бы. Так-то небольшую сумму я набрал, сейчас совсем небольшая, но ничего. Пока чуть-чуть еще можем себе позволить. Почему некоторые говорят, что лезгины одна кровь с нами, только чокнутый такой скажет, нет. Саду, я не знаю, что ты заканчивал, но потомки леки считаются это лезгины, они являются братьями нам.
по Леонтьеву Леки, потомки Дзурдзуков, сыны Кавказа. То есть они были братьями, считается. Есть такая кавказская легенда. И они являются потомственным, автохтонным народом на Кавказе. Я не знаю, что ты там где слышал. Вошла правда, что Ереван древнее Рима, армяне так говорят. Ой, блин, что говорят армяне, лучше меня не спрашивать. Друзья будет в составе Евросоюза и НАТО. Грузия. Я знаю, что в Евросоюз они подали, в НАТО подали или нет, я не знаю. Но то, что Европа имеет свои интересы на Кавказ, это однозначно. Почему наш парламент награждал, благодарил Татоеву за его книгу 2011 о марше? Ну, потому что, наверное, есть за что. Если ты про те моменты, которые написали, опять же, он ссылается на Лаудаеву. Я не защищаю Татоева, но это чужой человек, который написал. Вот книга, вещь такая. Ты ее возьмешь, прочитаешь, из нее 90% может быть хорошо, а 10% плохо. И за 10% судить не стоит. Я не могу сказать, почему. И Мухаммад Харачоевский задонатил. Мухаммад Харачоевский, да, Дуквахвал Харачоевский волк задонатил, короче. Мухаммад, я передал тебе. Вот. Что касается на чем я остановился? Татоев. Что касается Татоева и все его книги прочитай, если кто-то прочитает, посмотрит. Ну вот видите, там же, почему подняли книгу Татоева? Его награждал Дуклаха Баштаевич, он уже не живой. Я не знаю, на чем он основывался, я не могу сказать. Но книга сама по себе, она со всеми плюсами, минусами, он просто сделал, собрал, написал. Если есть по этой книге какие-то опровержения, изменения, нужно это делать, и это должна делать Академия наук. Но делать это Академия наук не будет. Почему? Потому что, послушайте, я скажу одно, я надеюсь, здесь есть люди, которые понимают, о чем я говорю. С Ютуба старшее поколение может меня понять. Я почему-то думаю, что они больше меня поймут. Историки, ученые советского периода, уверен даже, царского я не скажу, вот этого периода именно наши ногчи, писали в угоду политикам или той политической системы, в которой они жили. Чтобы вам было понятно. И порой они не совпадают. Видите, добровольное вхождение. Вот эту книгу я вам прочитал. Добровольное вхождение. Добровольное вхождение. Кто же входил добровольно? И как входил добровольно? В одном периоде кто-то пишет, что вошли добровольно. В другом, как это может быть добровольное вхождение, если ты фактически на Кавказе, без малого 400 лет? Если ты говоришь о подписании договора Шахмурзы Акотского, а он представитель Нохчи народа, да, это так. Но кто нарушил этот договор? Кто захотел поглотить? Равный договор не был никому интересен. Вот эти моменты, они же не пишутся и не обсуждаются. Вот в этом проблема и заключается, потому что мы говорим о добровольном вхождении, и про каждый период пишет вот так. И многие писали гадости. Допустим, в угоду написал Лаудаев. Я сейчас не буду повторять другие в угоду писали и пишут сейчас. В настоящее время есть люди, которые пишут в угоду кому-либо. Почему? Потому что в дальнейшем они не хотят проблем с какими-то определенными структурами. Они не хотят проблем. То есть, если это они не обратят внимание, нормально, значит, я и копеечку заработаю, и красавчик. Если что, я здесь ногчи, наоборот, бяхвяшуса, чаквалищу. Хитрят, щедага. С хитростью, чактол и так далее.
реальности, описание, как оно было, написать редко кто смеет. Почему? Потому что, допустим, периода с 96 по 99 годы книги, многие начинают, уж, короче, это типа ичкерийские историки написали. Окей, это не устраивает. То есть это не настоящая история волца. Ну, я тебе вам говорю, как есть. Если, допустим, написано в 70, начиная с, ну, грубо говоря, 60-е, не скажу, это еще кластер воспитывали наших, плеяду наших ученых, но с 70-х по 90-е годы это совковые историки, они ничего правды не написали. Это совки, это все не важно. Окей. Советские не устраивают, ичкерийские не устраивают. Доходим до современной российских. Опять же, если ты обвиняешь советских, ичкерийских и сегодняшние, опять же, завтра, если через определенное время будет другое государственное, я не знаю, будет, не будет, или придет какая-то другая, или они захотят Россию назвать, я не знаю, обратно захотят вернуть название СССР, или как-то по-другому захотят назвать, мы говорим о гипотетических вещах, они скажут, все, что написали в российской истории, это все чушь. Вот так и живем. Но так делать нельзя. Ты можешь давать оценку, что ты считаешь правильно, нет, аргументируясь, основываясь на фактах того периода, которые происходили. Вот я считаю, что это было хорошо или плохо, но вот это было так. А у нас все, что было до этого, не надо, это неправда, это нехорошо. Совки нехорошо написали, ичкерийцы нехорошо написали. Сейчас российские пишут, опять же, нехорошо написали, получится. Поэтому нужно с этими вещами поосторожнее быть. И быть вот настолько вот в угоду писать, особенно историкам. Сегодня реально такое время, когда ты можешь написать историю такая, какая она есть. И тебе позволяют это делать. Понимаете? Поэтому я думаю, что если воспользуемся сегодня, это будет великолепно. Но если мы будем опять же писать писульки в угоду, я не знаю зачем. История есть история. Ты ее можешь протрактовать так, чтобы показывать свои ошибки, свои недосчеты, не оскорбляя целый народ. Сундера, такие вот проблемы у нас есть. Дек мадар даязцею, а вот задним умом. Ну, посмотрите, грубо говоря, опять же, мы не можем о многих местах написать там про историю татаро-монгол вскользь. Аланистов у нас тоже мало. Один есть, и то его, это целое же направление. Аланское царствование, это, блин, извините меня, одно из сильнейших периодов нашей истории. Башлам Ильясов писал, что Тирвай владели аланским древнегреческим письмом. Не слышал об этом. Да, слышал. Да, это правда, и есть на то доказательства. А что Ирвай были связаны, об этом говорится, я читал у наших историков, что после того, как в XIV веке Тамерлан уничтожил аланское государство, что Ирвай обратно поднялись в горы. И что именно они очень сильно были сильнейшими строителями башен, и что эти башенные комплексы они переняли у Аланского царства. Есть такие вот разговоры. Вот. Разговоры не скажу, то есть есть вот такая гипотеза. Я не историк, поэтому я не историк, поэтому я и тут, чтобы тебя спрашивать, так как я не знаю историю. Молодец. Молодец. Ереван древнее нашей планеты. Ага. Чеченцы, ингуши генетически ближе всего к грузинам, восточным горским. Абсолютно верно. Гугесконц. Ну, я в предыдущем эфире об этом говорил. Генетически, да,
и очень много на протяжении почти что 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я скажу, на протяжении 900 лет, 9, нет, 900 вру, 13, 800. На протяжении 800 лет, через определенное, не каждый там, определенное время, северная часть Грузии пополнялась чеченскими тайпами. То есть они переходили и ассимилировали. Единственный, кто не ассимилировал, это панкистские кистинцы. Остальные, кто ушел к Хирсуретию, Тушетию, Сванетию, Пшавию, к Тушинам, они ассимилировали, стали грузинами. Грузинами, христианами даже. Только панкистские чеченцы, которые в 1800-х годах, 1798 года, которые перешли в панкистское Ахметовское ущелье, вот они остались мусульманами. Остальные в основном растворились и стали грузинами. Сегодня они говорят, что они грузины, что они знают, что их корни чеченские, но они считают себя грузинами. И верование у них такое же, как у грузин и все остальное. Но началось это еще со времен, наверное, Фарнаваза. Со времен Парнаваза. Вот когда он переселил, вот с тех пор оно шло. И намного больше количество, чем... Об этом говорят многие грузинские ученые, я зачитывал это в прошлом эфире. Так, Башлам, верхом ездишь. Руслан, к сожалению, только на бричке. Коней очень сильно люблю. Ну, и всегда жалко было коней, Руслан, потому что я сам такой. Я боюсь с моей весовой категорией, что я могу каким-то образом... Не хочу я это. Конь для меня это очень благородное животное. Больно делать от того, что я сяду на него не хочется, потому что 100 с лишним кг это жалко. Но такая вот тема как бы есть, что тачанка, все остальное, конечно, Башлам. Во всех древних картах мира везде есть Армения, но нет Азербайджана. Многие нас считают, что Армения пришла. Так и есть, пришла. Что касается Азербайджана, названия не было, но была Албания, Кавказская Албания, и потомки их живут там. Поэтому почему Нохчи поддерживают азеров? Нету такого названия Саду. Нет такого понятия. Азера — это оскорбление. Есть азербайджанцы, а поддерживают их ближе и больше, потому что они мусульмане. Термин Армения и Азербайджан персидского происхождения. Хай, который сегодня называют армянами, в свое время мигрировали на Южный Кавказ, заселив территорию Урарту. Гугинсконц. Молодец. Абсолютно верно. Красавчик. Ну, вот ты сказал, что есть. И тут ты не соврал. Мы ушли от темы. Не надо использовать термин Закавказье. Это искусственно созданный термин Российской империи. Да, правильно говорить Кавказ. Южный, северный, это разницы нет. Это Кавказ. Поэтому общий термин правильно Кавказ говорит. Закавказье это все неверно. Я согласен. Хребет по хребту дороже. Башлам, ассалам алейкум. Ты видел ролик Магомеда Аксагова? Не видел, наверное. Если ты мне не скинешь его, я не могу сказать, видел я его или нет. В директ скинь, я скажу, Башлам, верхом ездишь. Вообще, как с конями. Коней люблю. И конину люблю. Любишь, Башлам? Конину люблю. Лошадь жалко. Да, лошадь жалко, честно. Башлам, здесь не соглашусь. Если наша погребальная скреповая культура идет еще до нашей эры, то и башенные должны идти. Послушай, Заврал, я не говорю, что это так. Я же сказал, что гипотеза. Это всего лишь гипотеза.
А что касается, что они взяли у Аланского царства, это есть у Ахмада Сулейманова, я это прочитал, кажется, точно не помню. Но вот я где-то прочитал об этом. Надо вспомнить, в какой книге я прочитал. Что касается башенных комплексов, не забывайте, Аланское царство существовало с 1 века и просуществовало до 14 века. 1 век нашей эры и до 14 века нашей эры. То есть 1400 лет фактически это государство существовало. Не важно, что ее побеждали, что оно было под чьим-то покровительством, но оно было. И если есть башни, у нас самые древние нашли башню, там башенный комплекс был с 5-9 века, который нашли в Харачо, имеется в виду восточной части Чечни, самые древние башни, то ничего удивительного нету. Что касается, что нашим там башням якобы 2000 лет, нет, тут, извините меня, просто слов не хватает. Погребения могут быть намного древнее. Солнечные, которые захоронения, которым 2000 лет, 1500 лет, да. Но никто не говорит, что они сверстники башенным комплексом. Такого нет. По крайней мере, я не слышал ничего. Башлам, почему пришлые всегда качают больше всех свою древность? Ну, потому что они знают, кровь-то играет, они прекрасно понимают, что они пришлые. Бузуртанов врет про Зарему Б. Не знаю, врет, не врет. Башла. Много научных статей, что Уарства и другие ногчи кавказские аланы. Что думаешь? Я думаю, что это факт. Я не знаю, почему Уарства называете отдельно. Уарства это такие же ногчи. Ничего более. Не надо чечен предатор списать их отдельно. Если ты хочешь, что ногчи это такие же кавказские аланы, да, это так. Все они, не все, по моей гипотезе, все предгорья и вот, плоскостная территория, которая принадлежала Ногчи, они входили в состав Аланского царства. А то, что вот мы называем Дзурдзукетия, то есть горная Чечня, начиная от Чеберлоя, Шароя, Галанчожа и Тумкали, не могу сказать, но это Джайрах, пускай ингуши скажут, вот этот промежуток Дзурдзукети, который мы называем, а он в то время существовал, Кистети, Дзурдзукети, я думаю, что они все-таки не входили в состав Аланского царства. Почему? Потому что, опять же, есть тому, что у нас передается испокон веков, что у нас не было монархии. Сословий, таких сословий не было. Ну, военные были, там, ремесленники были, это понятное дело. Но не было такого, чтобы кто-то там был князь, царь, а кто-то был там и так далее. Такого не было. Военная демократия была, это об этом говорят все ученые. А Аланское царство это монархическое государство. Там был монарх, там были князья, там были рабы, все это было. Кстати, продажа рабов или ученые, этнографы некоторые наши доказывают, что кража невесты и вот эта продажа рабов и все остальное осталось среди нашего народа со времен Аланского царства считается. Некоторые говорят с периода татаро-монгол, точнее монголо-татар, а некоторые говорят, что со времен Аланского царства. Я думаю, что правильно Аланского царства. Потому что продажа рабов была во время Аланского царства, во время Хазарского каганата, во время Золотой Орды. Это все они рядом все. Все они вместе, поэтому тут вполне может быть, что это. Так что, друзья, у меня времени остается очень мало, так что задавайте вопросы. Мы немножко сегодня не так много, как вы думаете,
собрали, поэтому я не смогу просто дольше быть, поскольку надо будет еще на завтра, на послезавтра как-то разбить по возможности, чтобы мы могли эфиры делать. Башлам откуда брали рабов? Аланы воевали, захватывали, набеги делали, как и любое государство. Честно сказать, Аланское царство проиграло, и татарам, монголам проиграло. Проиграло оно и этим хазарскому каганату проиграло. Я не знаю, честно сказать. Но факт остается фактом, что оно просуществовало 1400 лет. Это государство, где все так просто. С какой стороны? Ну, Аланское царство было очень большим. Считается, что оно было от Черного моря и до Каспийского. Вот, и подумайте. Даже частично грузины тоже входили в Аланское царство. По крайней мере, так пишут некоторые ученые. Башлам, так горная, большая Чечня никогда не входила в Аланию, другие королевства. Альхамдулиллах, вайдуак, чуах, маршухал. Ну, по крайней мере, горная, не горная, но те места высокогорья, которые я говорил, они не входят. Да, Башлам, нашим предкам хватило воли не допускать феодальный строй в прошлом, который пришел к нам в 21-м. Парадокс. Заврал. Ты знаешь, психология нашего народа, она такая, немножко описать, конечно, можно, многие вещи описать можно. Мы порой думаем, что вот все, час, уже все, изменили характер, сменились там нашего народа, да, наших обществ. Но проходит 20, 30, 50 лет, все меняется. И опять возвращается на круги своя. То, что ты считаешь, от чего пришли, к тому и пришли, я бы не спешил бы с выводами. Знаешь почему? До тех пор, пока есть люди, которые говорят так, как об этом говоришь ты, я или кто-либо другой, знающий нашу историю и все остальное. Значит, люди, которые с этим не согласны, всегда были, будут и есть. А что среди нашего народа такие люди есть, и ты знаешь, и я знаю, прекрасно все знают. Парадокс ли это, или в крови у нас это заложено? Мы это видим. Холопство нам нет у нас этого в крови, на самом деле. Пытаются, очень хотят, чтобы наш народ не трудился, все время жил на пенсию, социалку, нигде не работал. То есть вот это худс такая, чтобы были удалы всегда на позитиве, чтобы были такими энергичными. Хотят от этого избавить. Вне всякого сомнения, это так и есть. Тут и сомневаться не стоит. Но удается ли это? Я думаю, что даже маленькая искра может всегда привести к большому костру и пожару. Поэтому этой искры в нашем народе еще достаточно. И я думаю, что так будет всегда. Главное в этой ситуации всегда
не бросаться в крайности. Вот. Это самое главное, не бросаться в крайности. Это важно, нужно понимать это все. Многие моменты важные можно использовать, но нельзя спешить. Особенно нашему народу, который чересчур сильно привлекает к себе внимание. За что я, конечно, очень сильно переживаю. Ликвидировать республики, я давно слышал это, но подтверждения никому бы пока подтверждения никакого нет. Что усиливает, делает укрепление регионов, ликвидирует республики, слухи на уровне слухов, ни больше, ни меньше. Пошла Молдовичу, тормози, братишка, уже 10 лет этот слух ходит про республики, абсолютно верно. Я говорю то, что есть. Я говорю про историю. Чуждо слово холоп для нас. Башлам, ассаламу алейкум, тейп, это арабское слово или английское? Арабское слово. Да, я об этом и говорю как раз таки. 14 минут и уже все. Осталось еще 14 минут. Задавайте вопросы, и я уже буду подводить итоги на сегодня. Абсолютно верно, да. Ибрахим, есть вопросы с Ютуба? Тайп, это скотч. Гасан Гусейнов или Абдуллаев Рамазан так запрос отправил, я принял, так он и не зашел. Теперь он тоже будет говорить, что Башлам не принимает тех, кто ему не выгоден в эфир. Честно сказать, мне без разницы. Любой человек, который зайдет, не будет материться. Я всегда рад и всегда принимаю любого. Поэтому в этом проблем нет никаких. Кто бы ни заходил, всегда. Пока нет, говорит. Окей. Google, окей, Google. Да, и кляться будут. Может, там тема с границей и границами, походу, уже улеглась, кажется. Нет, не улеглась, не закончилась, но время от времени вбросы делают, поднимают вопрос, думая, что забыли, что оставят, как раньше. Забылось, оставили. Сейчас нет. Сейчас, по крайней мере, не так сильно, как раньше. Ну, сейчас, пока есть спецоперации в Украине, все внимание туда, там. Но вопрос по границам еще не со всеми уладился. Башлан. Мнение. Меня не Башлан зовут, а Башлам. Я Башлам. Помимо истории, какую литературу предпочитаешь? Историю не столько, конфликтологию, политтехнологию, геополитику. Только то, что есть. Ну, конечно же, стихи. Ну, я не знаю, я Шекспира читаю, Мандельштама читаю, Ярычева читаю. Стихи я имею в виду. Такие патриотические.
стихов. Есть, вы знаете, нет, не знаю, есть некий чеченский, тоже Абдуллаев, кажется, его фамилия, Абдуллаев начался, инициал Ахей, он тоже пишет очень хорошие патриотические такие стихи. То есть литература, стихи, ну, такой фольклор. Вот. А так, только научная литература, в основном, чтобы вы могли делать выводы, понять картину происходящего. Ну, Киссинджера можно почитать, Бзижинского можно почитать, тоже Льва Николаевича Толстого можно почитать, Достоевского можно почитать. Достоевский хороший тоже. Толстой, Достоевский это хороший. Очень. Что еще я могу? Из того, что я читал. Из современного Пелевина можно почитать. Оши можно почитать. Вот так. Легенда о друге читал, Ярычев читал. Но я видео аух делал обращение, да, они хотят, я про полукровки, они не говорят, забыл. Все знакомые фамилии перечислил. Нет, не знакомые Саварин. Если у тебя проблемы, я могу еще перечислить их, и немало знакомых. Боюсь, что немножко неправильно поймут, но если уж на то пошло, Фридриха Ницше, Томас Манн, Цвейга можно почитать, Сократа прочитай, немножко, совсем немного там, я не знаю, ну, там есть немножко тяжелые вещи. Башлан, чем отличается договор от акта? Извини меня, сейчас это из области юриспруденции, сейчас ты просишь. Башлам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирдал беркте юэйла хамар швогил. Дерес хил олмаш Бельгия поддержку мухилрер донат хвас Бах. Я объяснил Бах Ибраиму. Все, Ибраим объяснил. Ничего из Сократ, из так он Томас Манн, известен, Цвейгу, известен, Платона можешь тоже немножко почитать. Но мои, в основном, те книги, которые я очень сильно люблю, если спрашивают, всегда со времен студенческого. Сейчас я вам покажу. Со времен студенчества мне всегда все дарили одну книгу. Точнее, не одну, а всегда я предпочитал вот такие книги. Их у меня очень много, они разные. Но я их люблю именно. Это вот так, они не маленькие, как видите, да? Вот такие книги. Это энциклопедия афоризмов. В основном я люблю очень сильно афоризмы. Это поскольку вот наш Саварим, он думает, что может быть, я не знаю, может хочет подколоть, может хочет что-то сказать, перечислил всех знающих. Очень скудный должен быть багаж знаний, если ты говоришь только о тех, кого я перечислил. То есть их должно быть больше. Я конкретно ссылался стихи, допустим, Шекспира я всего перечитал. Врать
не буду. Нет, так-то и Пушкина, и Лермонтова, ну, они есть, но я их не сильно. Пушкина любил я, но это в школьном возрасте. Достоевского я почитал, не скажу, что весь, но в основном прочитал. Очень тяжело Достоевский идет. Я прочел в студенческие годы, ну, с Садо, когда мы были вместе еще познакомились. Ну, Бальзака почитал, не столько. Гегеля. Гегель понравился. Не знаю, кому как, конечно. Гоголь. Ну, если только мертвые души. Конечно, можно там сказать и любимые писатели Сталина, Мастер и Маргарита. Не знаю. А так, да, это классическая философия. И здесь самое интересное, что в этих книгах хорошо, я хотел сказать. Вот Станислав Ежелец, Оз, Ежелец, Оз, но я читал совсем немного. Афоризмы чем хороши? Афоризмы тем, что это очень хорошо запоминается, и ты в этих афоризмах можешь узнать очень многое. Во-первых, чеченцы не любят долгие длинные тексты, монологи читать, а здесь афоризмы в 2-3 строчках. Они бывают порой очень к месту, и ты, когда читаешь афоризмы, тебе становится вот античный период вообще. Ты читаешь, и ты улыбаешься, потому что они настолько схожи с сегодняшним, на сегодняшний день совпадают с нынешней политикой. Просто-напросто можно зачитываться только так. Ну, смотрите, одна из страниц. Я вообще труд создает некую мозолистую преграду против боли. Все. Нужно понять смысл этого, осознать. Труд притупляет горе. Тщательно заботиться о своем здоровье. Каждый из них разный. Удивительно, как это жрецы-предсказатели, взглянув друг на друга, могут еще удержаться от смеха. Это античные, как говорится, афоризмы. Ну, допустим, возьмем, второго. Вот, никто из смертных не бывает всякий час благоразумен. Ничего нет более жалкого и более великолепного, чем человек. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, тот не падает. Вот. Стыдно признаться, но ведь из всех живых существ один лишь человек не знает, что для него полезно. Хозяйский глаз важнее всего. Человеческая природа, это вообще сильно. Человеческая природа жадна на новизну. На новизну, наверное, хотели написать. Вот. Ну, дальше, конечно. И эти все, это до Рождества Христова. Марциал Марк Валерий пишет: правдивее правды. Никогда не добивайся слишком большой любви. Порядочный человек всегда простак. Допустим, слава, которая приходит к тому, кто стал уже прахом, запоздалая слава. Тот, кто всюду живет, нигде не живет. Это, кстати, про наших космополитов, которые говорят: мне Родина не нужна, там, где я, везде Родина. Это вот как раз таки про него афоризм. Между прочим, античный афоризм говорит: тот, кто всюду живет, нигде не живет. Это, конечно, вот уметь наслаждаться прожитой жизнью, значит жить дважды. То есть вот такие великолепные, и они просты, и запомнить их можно. Они очень сильно тренируют твой мозг. И плюс, если ты их запоминаешь, по жизни они очень сильно пригодятся. Афоризмы это только айсберг. У меня еще несколько книг. Очень сильно люблю. И фразы люди, которые себе приписывают сегодня, говорят, что это вот сегодняшние некоторые
великий человек якобы сказал, на самом деле они сказаны еще до Рождества Христова 2000 лет тому назад, грубо говоря. Ну, допустим, фразы Путина, которые он озвучил, все, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Это тоже, кстати, афоризм. А это тоже древнеримские даже, кажется, да. Древнеримские афоризмы. Это. Так что Халида Ашаева читал, но все не прочел, к моему стыду. Халида Ашаева не всего прочел. Халид Ашаев красавчик, один из самых сильных. Вот. Я бы хотел труды Халида Ашаева прочитать полностью. Прочитать Алироева. Говорят, Алироев вообще тоже красавчик. Надо. Но руки не доходят, честно сказать. Не успеваешь. Если я буду это читать, я боюсь, что аудиторию могу свою растерять. И нужно, конечно, я бы и с вами вместе бы обсуждал и говорил об этом. Но, к сожалению, мало людей, кто задает вопросы про другие книги или, не знаю, про любое что-то другое. Если была бы дискуссия, я мог бы вести на любые темы с вами дискуссию. Главное, чтобы она была полезна для нашего народа. Конечно, для думающей, благоразумной молодежи это очень важно. В общем, для всего нашего народа это важно. Если мы это понимаем. Но, к сожалению, не всегда и не все это понимают. И время уходит. И вот и с вами тоже время ушло, к сожалению. Дальше сегодня я продолжить не смогу, потому что если я сегодня буду еще в эфире, боюсь, что завтра мы вообще не сможем с вами ничего провести. Поэтому пусти меня теперь навек ты мой. Смерть к старику седому постучалась. Старик ответил: погоди, постой, не раз ты на пути меня встречал. Это читал я это. Конечно, читал. Это я читал. Но, кажется, учится на ночь, ты знаешь, ни разу не валялась кости, я отдал родине сердце и любовь, тебе же оставляю только кости. Сильно это читал, конечно. Ишхама, Штушуна. Я надеюсь, завтра мы с вами увидимся. Постараюсь завтра пораньше, если у меня получится. Если получится, завтра мы с вами вместе тоже проведем эфир. Часов 10. Просьба к вам, моим дорогим подписчикам, я вас прошу. Умоляю, говорить не буду, умолять только Всевышнего Аллаха можно. Я вас прошу очень, уважаемые мои друзья, с Инстаграм, с Ютуба, с Телеграм, с ВК, с Фейсбука, с Твиттера. Везде мы есть, везде мы распространяем нашу географию, адаты, культуру, историю, в некотором случае даже наш язык. Я вас прошу, призывайте, зовите, приглашайте нам побольше подписчиков. И это очень важно, показать единство наше. Аллахи, я вам говорю, я-то могу собрать рекламу, кидать, чтобы подписывались. Но я хотел, чтобы мы своими силами, цыганская почта работает, чтобы люди подписались. Нам это очень важно. Особенно важно, чтобы в Европе ашбал нохчебу, дети их, родителей, чтобы они подписались, чтобы они понимали, что цах до халла истории или тейп, что ли, или шу адала, чтобы они ознакомились с ней, чтобы они могли передать своим, чтобы мы как-то вот хотя бы устно меня послушав могли передать. Это очень необходимо для нашего единения, единства и для строительства в будущем нашего государства, или называйте как хотите, что хотите. Но я не говорю, что сейчас его нету. Но мы же всегда на лучшее что-то рассчитываем. Больше, лучше. Поэтому, чтобы любили Родину, чтобы уважали, ценили, что есть у них
отчий край, что есть все остальное. Я по мере возможности попытаюсь вам рассказать, попытаюсь вам показать понемножку уже, как говорится, собираем, как говорится, ко всему. Да и чтобы вы могли задавать вопросы, чтобы я мог отвечать. Всегда, когда я говорю, я могу повторяться, чтобы не повторяться. Я не люблю других блогеров, которые все время говорят одно и то же. Чтобы этого не было, я хочу, чтобы вы присоединялись, задавали реально интересующий вопрос. Без разницы, не обязательно там по истории должно, про географию, может быть, про все остальное. Если есть возможность, там, я постараюсь вам рассказать. Конечно, очень сложные есть вопросы, но по всем вопросам я собираю вот несколько книг, заказал и буду заказывать. С аппаратурой тоже немножко проблемы есть, но ничего, да, жим-жим, хаголя хаусарду, и чтобы, как говорится, что бы ни происходило, все оно к лучшему, я надеюсь. По крайней мере, уже сейчас, буквально через 2 недели, я буду с вами встречать уже 5-е свое день рождения, то есть проводя эфиры. 5-е, уже 5 лет как в прямых стримах, эфирах вместе с вами, рассказывая, делясь чем-то новым, поэтому не теряйтесь, приглашайте нам побольше подписчиков, делитесь. И я вам обещаю, что в будущем, пока я жив, пока я смогу работать, вы найдете очень много интересного из жизни наших предков с вами, нашей истории, географии, религиозных деятелей. Они и мои, и ваши. И Кавказской войны, и времен шейха Мансура. И кто нам на самом деле был брат, сват, хороший сосед, а кто по мере возможности занимался подлостью и всегда пытался сделать какие-то подлые вещи в наш адрес. Параллельно мы изучаем, вы знаете, да, и национально-культурные какие-то ценности будем обсуждать. Все это будет, и интересно еще впереди, поэтому не теряйтесь, приглашайте побольше подписчиков. А на этом я сегодня завершаю свой эфир. Огромная благодарность всем. Сегодня задонатили 6 человек. Огромное спасибо им. Да, за то, что они поддерживают наш канал. Без вашей поддержки мы бы не смогли быть существовать. Моим ютубовским братьям, сестрам огромная благодарность. Все, кто смотрит через YouTube, подписывайтесь на наши все каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы с вами, иншаллах, завтра постараемся увидеться. Если что-то не случится, да, воровка Эртерду, Масер Бюстия Халеон, с вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бюстия Халеон.